Сегодня мы, подводя итоги уходящего года, говорим о плюсах, о минусах этого года, о тех задачах, которые мы выполнили и продолжаем выполнять, ну и тех задач, которые мы, к сожалению, недовыполнили. Это тоже имеет место быть. Главное, что это рабочие моменты. Надо бесспорно радоваться одному, что в течение года мы сохранили стабильность, закрепили по всем показателям, как тяжкие, особо тяжкие преступления. У нас хорошее снижение, потому что посягательство на жизнь сотрудников органов правопорядка, на жизнь граждан республики, тоже существенное снижение, довольно такое существенное снижение. Бесспорно, одним из таких главных мы не допустили в этом году, надеюсь, до конца года, и эти темпы сохраним в следующем году. Ни одного террористического акта на территории республики. Это тоже важный показатель. И почему я с этого начинаю? Потому что это главное, что беспокоит людей, главное, что беспокоит общественность в целом, и главное, которое потом выстреливает за пределы республики в виде такого негатива для субъекта. Но и такие факторы, они очень сильно влияют, в том числе на и инвестиции, и имидж республики, и различные бренды, которые должны по линии республики проходить в последующем, так, как в рамках импортозамещения, так и в рамках туристического направления. Поэтому, когда много негатива, конечно, такие вещи, они не совсем проходят, как нам хочется. В этом плане мы хорошо сработали в этом году, в уходящем году. И за это огромное спасибо в первую очередь сотрудникам органов правопорядка, которые сделали все, чтобы минимизировать угрозу для населения. Ну и, конечно, общественности, которая активно включается в процесс работы, как в профилактику, так и в информирование органов правопорядка о планах тех или иных криминальных структур. Не только мы берем банд подполья, но и другие направления. Много судебных решений по коррупционным делам, много судебных решений по мошенничеству, много профилактических вещей, которые мы проводим, в том числе, чтобы людей не обманывали, не вводили в заблуждение по различным криминальным схемам. Ну и плюс, если переходить на социальную, экономическую плоскость, конечно, в этом году мы довольно серьезные задачи выполнили, продолжаем выполнять. Сегодня только мы открыли дома, жилье, новую квартиру для людей, которые переселяются с аварийных домов. Это более 10 тысяч квадратных метров жилья. Мой план, который нам был спущен сверху, в этом направлении выполнили почти на 40% больше. Это большой плюс. Тем более дома хорошие, комфортные, позволяют людям более комфортно себя чувствовать. Нет жилья квадрат на квадрат по закону. В любом случае больше жильцы получают. Где-то на 7, где-то на 10, а где-то даже на 15 метров больше жилья получают. Поэтому это тоже за счет тех подрядчиков, которые работают на этих проектах. Главное, что мы задачу года выполнили. Мы довольно серьезно идем с опережением, в том числе по выполнению майских указов президента Владимира Владимировича Путина. И здесь тоже хорошие показатели. То есть находимся в десятке регионов России по всем этим направлениям. Бесспорным является то, что мы выполнили задачи года по коммуникациям, я имею в виду, если брать дорожную инфраструктуру. Здесь, кроме федеральной трассы, мы задачу года выполнили, даже перевыполнили, это тоже хорошо, хорошие показатели. Объекты по федеральной целевой программе идут планово. Да, у нас есть тема с поздним приходом денег по освоению, но опять же нет угрозы их неосвоения. Почему? Потому что
те объекты, на которые деньги не приходили, они не стояли, они строились, они осваивались. И, конечно, есть сейчас такой документально оформить, и освоение, в том числе федеральных средств, нет. Средств у нас есть. Нет угрозы. Вчера должны были уже последние деньги этого года должны были выйти с Москвы. То есть нет угрозы у нас о том, что какие-то деньги в этом году не пришли, не поступят. А деньги, которые не поступают в этом году или не осваиваются, они идут сразу в резервный фонд. Да, есть тема, что 10% программы секвестирована. Это более 3 миллиардов рублей. Но опять же здесь ярко выраженной угрозы нет. Есть обещание, что эти деньги восполнятся за счет других направлений. Поэтому здесь мы не видим определенных угроз. Задачи и этого года, и следующего года, они такие же амбициозные. В плане наращивания больше упор делать на экономику с учетом тех требований, тех вопросов, веяний, которые сегодня стоят. Это в первую очередь из-за тех санкций, которые вводятся против нашей страны. И в рамках исполнения пунктов послания президента страны, и пунктов протокольных поручений и президента страны, и прав комиссии по импортозамещению. Ну и, конечно, исполнение требований, в том числе Сергея Леонидовича Меликова, полпреда по Северо-Кавказскому федеральному округу в плане контроля за ростом и цен на различные продукты, на товары, ну и в плане импортозамещения на тех или иных направлениях в рамках проводимых прав комиссии и совещаний на уровне нашего округа. Поэтому программы есть, планы есть, и я уверен, что начнем год хорошо, и поэтапно будем эти задачи в наступающем году решать. Много направлений, которые сегодня уже исполнены, проектов, не буду сейчас перечислять, я думаю, по ходу дела вы вопросы будете задавать, я вам буду отвечать на это, так будет проще. Много хороших проспектов уже выпущенных по каждому из тех объектов, которые мы в этом году сдавали. Но скажу одно, что мы 30 числа еще откроем 2 детских садика. Мы в этом году за счет новых мест в дошкольных учреждениях и дополнительно создаваемых мест мы создаем до 3000 мест в дошкольных учреждениях. Это хороший прорыв, хороший проект. И создаем где-то порядка, если брать по школам, свыше 3000 новых ученических мест. Мы ликвидировали в этом году за счет сдачи новых школ трехсменки в 3 школах, что тоже хороший показатель. Ну и дальше в этом направлении, естественно, есть наращивание, есть процесс. Я хочу в этом уходящем году, конечно, выразить благодарность федеральному центру, который довольно внимательно следит за процессами, которые происходят в регионах, и оказывает помощь с учетом тех или иных проблем. И реализация различных программ, в которых участвуют и которые контролируют, в том числе, если фонд реформирования ЖКХ, это Сергей Владимирович Степашин вместе с руководством фонда реформирования ЖКХ Цицыным Георгием Константиновичем, который в ручном режиме управляет этим процессом и добивается того, чтобы все-таки программа была осилена, освоена. Ну и, конечно, контроль здесь со стороны Министерства строительства России. Михаил Александрович Мень, он в ручном режиме тоже мы с ним общаемся, говорим. Сегодня уже доложили в Москву, что мы эту программу выполнили. А мы программу по переселению с аварийного фонда выполнили 2015 года, уже в этом году. Уже начато строительство, уже процесс стройки идет 22 других аварийных домов. Вместе 22 аварийных домов строится 8 домов. И к концу 2015 года мы эту задачу тоже завершим. Эта задача будет уже конца 2017 года. И мы к концу 2015 года за счет выполнения, перевыполнения вот этих норм мы должны получить хороший бонус, чтобы потом уже включить дальше те аварийные дома, которые они остались есть, уже дальше другую программу, последующую программу. Поэтому это тоже большой плюс, мы выполняем эти задачи. Если брать по дошкольным учреждениям, по школам, конечно, здесь огромная благодарность и
Ольги Юрьевны Голодец, которая сама вышла с идеей о дополнительном финансировании для дошкольных учреждений и для школ. И благодаря именно Ольге Юрьевне мы буквально за 2 года в республике построили порядка 8 дошкольных учреждений и 6 школ. Вот только одна программа за 2 года. Вот смотрите, сколько один вице-премьер оказала помощь. А таких услуг оказано по всем субъектам. Бесспорно, по экономике, по экономически важным объектам, по сопровождению федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Ингушетия, других программ. Здесь, бесспорно, хочется сказать новому министерству, Министерству по делам Северного Кавказа, спасибо в лице и Льва Владимировича Кузнецова, которые с первой же секунды, с первого же дня включились в работу, подправили некоторые проекты направления республики с учетом того, что все-таки был реформирован или расформирован Минрегион. И мы сегодня, я вообще-то ожидал, что провалим все, почему? Потому что за это время передать дела Минрегиона, Минкавказу и все это выправить, это довольно сложная тема, очень сложная тема. Почему? Потому что каждую подпись надо искать по всем кабинетам, министерствам, ведомствам, федеральным. Но с помощью Льва Владимировича мы сумели все-таки довести это до конца. И, как я уже говорил выше, у нас нет угрозы о том, что какие-то средства в республику не поступят или останутся в федеральном центре. Это тоже большой плюс. Поэтому здесь хочется тоже сказать Льву Владимировичу спасибо за поддержку, за понимание. Ну, а мы, в свою очередь, естественно, обязуемся в 2015 году решить все проблемы, которые у нас остались в 2014 году, ну и более качественно подойти к решению тех задач, которые перед нами стоят уже в 2015 году. Поэтому готов. Юрий Игоревич, но мы пресс-конференцию сегодня проводим на площадке национальной телерадиокомпании «Ингушетия», поэтому первое слово хозяевам. Алексей Ковтун. Добрый день, Юнусбек Гиреевич. Алексей Ковтун, телерадиокомпания «Ингушетия». Ну, канун Нового года, время подведения итогов, что вы, собственно, и сделали во вступительном слове, спасибо вам. Но были ли в уходящем году какие-то проекты или объекты, которые вам, как главе республики, хотелось бы успеть завершить, решить, ввести в строй, но по каким-то причинам не получилось? Будьте добры. Спасибо. Ну, в первую очередь, это, конечно, объект-проект «Федеральная дорога». Вот эти первые 13 километров реконструкцию. Там есть определенная причина. 500 миллионов с этого проекта перекинули на следующий год. Поэтому это один проект. Второй проект – это дворец спорта, который мы все-таки хотели завершить в этом году. Тоже по причине недофинансирования федеральным центром. Он тоже у нас зависший остается. Поэтому я бы сказал, вот эти 2 проекта. Остальные все проекты, они такие рабочие, текущие, ну и выполнимые. Вот эти 2 проекта такие более важные для меня были, стратегические. Вот в связи с ситуацией секвестирование нас не коснется, наших программ социально-экономического развития, Юг России. Вот скажите, какие статьи коснулось это секвестирование и каких объектов мы не досчитаемся? Нет, буквально нет, ни в коем случае. Вы должны понимать, что мы вот из этих денег, которые там не допоступят по федеральной целевой программе, они поступают по другим программам. То есть объекты останутся те же, ничего не будет секвестировано по этим объектам. Секвестирована сама программа здесь, но деньги переходят в других программ, по другим программам. Это одно. Второе, мы, чтобы вы понимали, хочется огромное спасибо сказать нашим партнерам, людям, которые нам помогают довольно серьезно. Это по линии Роснефти, которые уже в этом году сдали еще один объект. В следующем году планируют нам помочь. Сбербанку, который строит довольно серьезно. Уже мы заложили камень, детский сад уже в этом году. В следующем году мы его будем сдавать. Ну и в дальнейшем планируют ряд проектов. Я не говорю только там филиалы Сбербанка, но еще социальные объекты строить. Банк, Внешэкономбанк, который тоже планирует построить. Это социальный проект, который они реализуют на территории нашей республики. Поэтому по линии «Газпрома», вы знаете, мы достигли договоренности о том, чтобы строительство в следующем году уже ФОКа в сельском поселении Али-Юрт и конно-спортивной школы. То есть
эти проекты они будут реализовываться, но опять же подчеркиваю, что те деньги, которые секвестированы в ФЦП, ни один проект не выкидывается, они будут исполняться по другим программам. Вот это я сейчас назвал там социальное вложение крупных коммерческих компаний, акционерных компаний, а те деньги, которые секвестированы с ФЦП, они будут по югу России, по другим программам уже обратно восполнены. Спасибо. Бураж, Владимир, РИА Новости. Юнусбек Манкевич, волнует ситуация, которая сложилась с курсом иностранной валюты и падением рубля в стране. Как эта ситуация отразится на Ингушетии? Какие меры принимаются властями республики для того, чтобы предотвратить рост цен? И вообще, какой вы прогнозируете ситуацию на следующий год? Спасибо. В своем пресс-конференции послание Владимир Владимирович Путин довольно серьезно тоже обратил на это внимание. Шапка закидательства здесь не пойдет, конечно. Понятное дело, что будут сложности, но при этом есть реальные шансы. Было хуже в 2008 году. И было хуже почему? Потому что экономика страны не была такой сильной, как сегодня. И зависимость экономики европейской не была такой сильной, как сегодня, от российской, общероссийской экономики. Поэтому, конечно, сегодня мы еще лучше готовы к международным санкциям, в том числе вот таким, я бы сказал, подрывным действиям Запада по отношению к России. Поэтому выстоим, и в следующем году выстоим. И надеюсь, что уверен, что эти вещи, которые сегодня происходят по отношению к России со стороны ряда западных государств, Соединенных Штатов Америки, они как минимум не будут иметь того эффекта, который хотят эти государства, а как максимум все-таки эти государства, руководство этих государств поймут, что это в первую очередь чревато для этих самих государств. Почему сейчас и довольно серьезно экономика теряет Европы из-за этих санкций, в том числе. В первую очередь сами государства теряют в этом. Ну, а нам же, надо стараться. Надо максимально стараться сделать так, чтобы мы за счет этого выиграли. Я имею в виду, если брать республику. Мы смотрим по ценам. Если вы смотрите там телевидение, вы, наверное, видите разницу в ценах там, среди субъектов. Я единственное могу вам сказать, что я не могу сделать так, чтобы в соседнем регионе яблоки строили там 80 рублей, а у нас стоили там 50 рублей. Конечно, так невозможно. Есть вещи, которые корпоративно распространяются, оптовые склады, там, оптовые рынки, оптовые продажи, и в целом сами оптовики, где между ними есть договоренность. То есть наша с вами задача сегодня, и то, что я комиссии по ценам озвучиваю, не должно быть дороже. На рубль, но дешевле. На 50 копеек, но дешевле. Но опять же мы здесь смотрим, как ослабить эту ценовую политику в том числе. В том числе поручение отдано, уже совещание проведено, чтобы директора рынков по линии налоговых служб, других органов получили бы некоторые послабления. А за счет этого они бы бесплатно давали бы в аренду те места, где продаются товары. Это одна цена. Небольшая, но все равно снижение. По крайней мере, за аренду уже не 100% будет платить тот арендатор, который там арендует на рынке какие-то места. Второе, напрямую выходить на заводы. Например, если брать Карачаево-Черкесии сахарный завод, или тот же цементный завод, Краснодарский сахарный завод. То есть выходить напрямую без посредников. Напрямую договариваться с директором дирекции завода, и напрямую туда уже направлять там колонну машин, которая бы привозила бы в республику столько сахара, сколько нам надо там на квартал там, или на полгода. И позволить людям покупать этот сахар по той цене, которую мы установим. Это тоже такая тема есть, и мы над этим тоже работаем. Надо только сейчас трансформировать его там в реальную плоскость. То же самое по другим продуктам питания. Мы видим, что есть недобросовестные, которые между вообще так называемые крупные торговцы, игроки на этом поле, они между собой договариваются. У них независимо, что в Ингушетии, что в других регионах. Они друг друга знают, они друг с другом договариваются. Они понимают, что цены, они не могут быть там, например, в Ингушетии, если сахар будет стоить там 2500 сейчас, как 2500, да, мешок. Тот же сахар будет в Осетии будет стоить там 1800.
Но наши оптовики понимают, что это может быть там уже серьезная там уже прокурорская проверка или там проверка ФАС там, или других органов, да. Поэтому, конечно, они между собой договариваются в том числе. Почему скачок там идет и на рис, и на гречку, там, и на сахар. Поэтому здесь работаем, как контролировать, как постараться проконтролировать. Поэтому сложно сегодня сделать так, чтобы у нас было вот ровно, красиво, а у других будет там скачок. Это нужно все-таки в среднем по округу смотреть. Очень серьезно это отделяет внимание полномочный представитель по округу Сергей Иванович Мельников. Он довольно неделю раз по этим вопросам заслушивает. Очень серьезно это обращает внимание, в том числе и администрация президента. И поэтому здесь, конечно, хотим, не хотим, но мы и без этих обращений сами делаем, да, но хотим, не хотим, все равно контроль за этим есть. То есть это не просто спушим на самотек на уровне, вы знаете, на уровне правительства Российской Федерации довольно серьезно вводятся в том же механизмы. Ну и плюс мы сейчас утвердили ряд направлений, которые являются там, ключевыми, важными элементами там, продовольственной там, или там, лекарственного обеспечения, других направлений, по которым мы не должны позволять ценам вырастать. Конечно, в этой связи хочется все-таки жителям обратиться. Скоро наступит весна, пахать свои огороды, выращивать ту продукцию, которая позволяла бы прокормить. В каждом огороде там 9, 10, там 15, 40 соток земли. И если жители вернутся снова там, к лопате, к мотыге там, и начнут работать на огородах, я думаю, что и цены не будут расти. Почему? Потому что в этом случае меньше народу будет покупать то, что растет у них в огородах. Ну и одним из таких направлений мы дано поручение, мы его контролируем на поддержку тех форм хозяйственных, которые обеспечивают продовольствием и строительными материалами другой продукции Республики Ингушетия, чтобы цены не росли. За счет этого в том числе субсидирование, там, другие вещи есть. И хотим мы довести в 2015 году все-таки 100% охват картофелем республики за счет выделения там, дополнительных земель, угодий для тех, кто работает и помощи. Ну и опять же сохранить ту теневую политику по мясу, которая сегодня есть. Насчет доллара и рубля, что лучше? Ну, я вам скажу, у меня рубли пока. Доллара у меня нет, евро тоже нет. Поэтому пока проблем нет. Понятно, что кто-то подумает, что ваши рубли и наши рубли, это разница большая. Ну, подчеркиваю еще раз, у меня их не так много, эти рублей, я тоже говорю. И у меня дома хозяйка тоже периодически мне говорит, как цены там уже растут. Она тоже чувствует эти цены. Вот, давайте вместе не выживать, а удержаться от этого такого нападения, так будем говорить, выдержать этот удар вместе и достойно пройти этот этап пути, который нам сегодня судьба преподнесла. Спасибо. Давайте, коллеги, дадим слово представителю одной из старейших наших газет, ее руководителю Потееву Якубу. Микрофон, пожалуйста. Недавно вы были в Китае, потом в Турции, и везде договоры были о инвестициях. Могут ли повлиять эти инвестиции в связи с ситуацией санкций в отношении России на Ингушетию? Спасибо. Нет, они не могут повлиять. Почему? Потому что и в Турции, и в Китае, и в других, там, и в Италии в том числе мы работаем, и в Германии, и в Корее. Про эти санкции уже изначально уже правительства тех стран государств знают. Они, исходя из этого, налаживают отношения и, наоборот, используют ту площадку, которая освободилась, те ниши, которые освободились от иностранных там, монополий в свое время. Та же Польша монополизировала полностью своими яблоками всю нашу страну. И сегодня это все освободилось. Конечно, эти государства хотят уже войти на этот рынок. Они просто правильно оценили ситуацию, обстановку. Поэтому оно не может повлиять. Наоборот, это является стимулом для них, чтобы они более активно работали на наших площадках. Надеюсь, что так и будет. Спасибо.
газета «Ингушетия», Исам Миржоев. Юнусбек Гуматгиреевич Задыхал. Ну, все уже отмечают, в общем, это достоянием стало. Абукар Костоев совсем недавно получил звезду героя. На моей памяти уже третий. Нальгиев Руслан, Катиев Ахмед, Далгеш Толцин. На этой фоне у меня складывается ощущение, что вот чувство такой особенности вас не тревожит. Вот, героев появляется много. Раньше были вы один герой, допустим, ну, был Руслан Ауш, герой Советского Союза. А сейчас появляется много героев. Да, вот в этом смысле вот чувство особенности вас не беспокоит. Что вы испытываете, представляя людей к высокой государственной награде? Спасибо. Ну, во-первых, наверное, нет таких людей, которые там ревностно к этому относились бы. Да? Это как раз та тема, где, наоборот, гордиться надо всем. И мне приятно, что наших ребят по достоинству оценивают. И подвиг Руслана Нальгиева, и подвиг сейчас Абукара Костоева. Знаете, вот я его когда слушал, ну и саму ситуацию я помню, когда он напарнику говорил: ты давай оставайся, а информация тогда была, что в машине 180 килограмм взрывчатки. 180 килограмм взрывчатки. Ну, он человек в погонах, понимает, что такое 180 килограмм взрывчатки. И когда они эту машину обнаружили, конечно, он человек. Он говорит, я сам был не рад этому, что мы ее заметили, эту машину, да? Я сразу, говорит, подумал, ну почему я? Почему нам она попалась? Но при этом понимание было. И одну машину он вообще сказал вдалеке находиться, не приближаться, понимая, что может быть. Тогда, говорит, я вылез с машины, пошел навстречу этой машине, она остановилась. Водитель, как зомбированно, сидел за рулем, ни вправо не смотрел, ни влево не смотрел, просто на нас прямо смотрел. И я этому Далгеш Толцин, парню, который погиб, Магомеду, я, говорит, ему один раз, два раза, три раза сказал, вот как бы он вот шел к этому, и тому говорил, там, выходи с машины, Руды, ну, что-то такое делал, да. То есть сам, и он говорит, я понимал, что все. Но при этом я понимал, что я не могу ни вправо, ни влево, да, не пропустить эту машину. То есть это реально так. Почему? Потому что человек же понимает, там ориентировка есть. Это не просто там машина, они конкретно вышли на ориентировку машины, которая там заложена взрывчатка. Тем более буквально перед этим взять поддельник этого так называемого смертника. Не называемого, смертники есть, с которого сняли пояс смертника, который сдал оружие, который сказал про эту машину. Ну и дальше, говорит, я ничего не помню. То есть человек, который идет осознанно на такие вещи, они могли сделать вид, что не заметили эту машину, они могли там уйти в сторону. Да, мы бы их там, общественный суд, порицание, ну что-то может было бы, все. Люди идут на подвиг ради нас с вами. И они достойны таких званий. И хорошо, что нам удается это заметить. И хорошо, что министр внутренних дел Российской Федерации, и Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия, и главк МВД по Сероков-Канку, они поддержали. Они сами явились инициаторами. Я, по большому счету, хотел представить звание Героя двоих. И планировал это делать. Это в том числе сотрудник полиции Суржевского рода, который разминировал первого смертника. Это подвиг, достойный такого уважения, хорошей книги. Почему? Потому что он остановил этого смертника, который шел с автоматом. Уже все знали, что после взрыва там в одном месте это все появится. Он уговорил его сложить оружие. Тот был с автоматом, разгрузкой, с поясом. И когда тот смертник сказал, что я не могу взрывчатку снять, он его затащил между двумя домами, сам его разминировал. Хотя у того мог быть поддельник, который дистанционно мог его взорвать.
Или сама взрывчатка, и сам поезд мог бы стоять на неизвлекаемости. То есть разные схемы. Он это сделал. Он тоже говорит, конечно, он понимал, что он мог взлететь вместе с ним в воздух. Но он это сделал ради того, что этого преступника, чтобы он не взорвался, ради людей и жертв, которые там могли быть. Поэтому вот соизмеряйте, какие подвиги люди совершают ради нашего с вами спокойного существования, жизни. Бесспорно, не должно быть никаких там понятий, как конкуренция. Дай Бог, чтобы таких конкурентов было больше, но лучше героев труда. Это будет намного лучше. Поэтому, опять же, подчеркиваю, пока есть такие ребята, народ, нация, в целом Ингушетия и Россия, они непобедимы. Спасибо. Коллеги, вопросы? Я не хочу, чтобы меня обвинили в предвзятости. Просто именно почему я дал нашим коллегам в начале вопроса. Это те люди, которые работают с нами очень давно и занимаются освещением деятельности не только органов власти республики, но и создают информационную повестку дня, картину в республике Ингушетия. Вопросы желающие? ГТРК? Юнусбек Буматкеревич, а вот если бы здесь в зале присутствовали журналисты из других регионов или бы представители иностранных СМИ и попросили бы вас охарактеризовать Ингушетию как туристически привлекательную зону, как бы вы это сделали? Спасибо. Опять же, Ингушетия – это единственный субъект, пусть там другие субъекты не обижаются, единственный субъект как минимум Российской Федерации, если не максимум, где имеются столько достопримечательностей именно туристического направления, смотрибельного направления, не только в Джейрасском районе, но и Джейрасский район. Это раз. Во-вторых, Ингушетия – это очень красивая природа, очень хорошие, красивые люди, гостеприимство, очень хорошо делают еду, вкусную еду. Поэтому люди, которые к нам приезжают, они это все помнят. А в-третьих, в Ингушетии есть возможность круглогодичного отдыха. Не обязательно только там крупных, там, к сожалению, у нас нет таких гостиниц, отелей, евростандартов. Но опять же, есть различные виды туризма, которые может осуществляться и на машинах, и гужевым транспортом, и пешим. Но главное, что это круглогодично. Смотрибельно и совершенно, если люди приедут просто так, а европейцы это любят, они могут вообще только на билеты сюда-обратно потратить деньги и на еду, на питание в Джейрасском районе. Так они могут жить в палаточках, любоваться, красоваться, сниматься там и отдыхать. Это намного лучше, чем там, где бы там отдыхали бы в других местах. Это мы жадные таких отдыхов наших жителей, которые там хотят, там, российские граждане, в Турцию там, или там, в Египет там, или еще куда-то. А поверьте, жители Европы, особенно там пенсионного возраста, им наоборот нравятся такие места, как и у нас. Надо прорекламировать, показать, в том числе и китайским жителям, китайцам. Они тоже привержены такому спокойному, душевному отдыху, а не таким современным там, евростандартам, улыбки до ушей там, и всего остального. Им нужна просто рабочая обстановка. Поэтому вот такие моменты, которые я бы сказал. Ну и, конечно, те древности, те традиционные вещи, которые заложены, та культура, те обычаи, которые есть сегодня у нашего народа. Можно много перечислять, но я бы не перечислял здесь таких там современных вещей, хотя и с этим тоже люди будут сталкиваться. И при правильном представлении даже башни согласия в Магасе, это может быть уже большим таким плюсом. Мы планируем, мы работаем над тем, чтобы в книгу рекордов наша башня попала. Ну и в следующем году работаем над тем, чтобы Джейрасский район попытаться, чтобы Джейрасский район попало в ЮНЕСКО. То есть мы работаем над этим тоже. Эти вещи, которые дадут более такой мобильный и оперативный импульс для международного туризма. Спасибо.
Уважаемый Юнусбек Баматкереевич, я от всей души поздравляю вас и вашу семью с наступающим Новым годом. Этот год у вас был блестящий, мы уже перестали запоминать, сколько сдается объектов. Но меня интересует другой вопрос. Несмотря на котировки рубля, падение цен на нефть, фантастически зашкаливает популярность нашего лидера, главы государства Путина. Как вы думаете, почему это происходит? Может быть, эти люди знают прогнозы? Спасибо. Во-первых, в сравнении с лидерами мировых государств, посмотрите, что происходит. Сколько волнений, там же панических настроений, да, у различных лидеров государств Европы, с учетом различных там катаклизмов, которые происходят. Тоже президента Соединенных Штатов Америки. Когда люди такого уровня при различном осложнении обстановки или ситуации теряют самообладание, выходят за рамки вещей и начинают вести себя растерянно. В этом плане наш лидер Владимир Владимирович Путин, он наоборот становится совершенно другим, более собранным, решительным. Не только своим там внешним видом, но и поведением, действиями, высказываниями и принятием решений определенных. Решения не принимаются просто так сумбурно. Понятно, что они приезжают, принимаются на трезвую голову. И во многом эти решения, они являются сюрпризом для так называемых лидеров других государств, западных там, и Соединенных Штатов Америки, которые не смогут никогда в жизни принять такие решения. Но при этом они не являются сюрпризом для населения этих государств. Почему сегодня есть ряд европейских государств, которые там жители говорят, нам бы такого, как Путин. Или та же Украина, где украинский народ даже говорит, нам бы такого президента, как Путина. Да? Почему? Потому что это как раз то явление, когда человек один в поле воин. Этот один в поле воин, он вокруг себя собирает вот именно в первую очередь такой хороший боевой настрой, перспективу. Он собирает вокруг себя тот оптимизм, который сегодня должен присутствовать. Да, очень сложно. Посмотрите последнюю этого года пресс-конференцию Владимира Владимировича. Многие ожидали, и потом журналисты сами это говорили, Владимир Владимирович должен быть там на выходе, должен быть какой-то там растерянный. С учетом этого курса доллара, с учетом вот этих сложных ситуаций, он должен был быть там, по их мнению, какой-то такой, не такой, как Владимир Владимирович, да? Он наоборот. И показал, что ничего страшного. Собака лает, караван идет. Наш караван идет. И поэтому в этом и есть сам наш лидер, Владимир Владимирович, и в этом и есть весь смысл его жизни. Он себя другим не представляет для нашей России. История. Дело не в том, опять же, многие связывают с Крымом. Нет, дело не в Крыме. Поверьте, до Крыма был авторитет Владимира Владимировича довольно высокий. И опять же, вы, журналисты, лучше должны это все знать, что ведь Майдан не Владимир Владимирович придумал. Если бы не было Майдана, если бы не было этой провокации, если бы сегодня Украина была бы той Украиной, которая в составе, в том числе Крым был бы в составе Украины. Ведь Владимир Владимирович в своем послании сказал тогда, что никогда были предложения, были различные выкладки по поводу возвращения Крыма обратно. Но мы закрыли эту тему. Мы не хотели об этом говорить. Почему? Потому что это суверенная Украина, государство Украина, наш сосед, наш брат. Но когда сложилось это все, когда спровоцировали, когда была угроза реально, кто же мог позволить такое? И я уверен, что если бы, да, мы и тогда знал, и Владимир Владимирович бесспорно знал про
такую кровожадность и подлость тех людей, которые пришли к власти вооруженным путем, свергнув там или там, выгнав, так будет правильно сказать, с Киева законную власть, которая сама и виновата была во всем этом. Но при этом не ожидали, что настолько подло по юго-востоку отнесутся. И поверьте, если бы прогноз был бы более другой, и мы бы, Владимир Владимирович видел бы, что с юго-востока может произойти то, что сегодня, я думаю, что на Крыме все не остановилось бы. Я уверен в этом. Все-таки был прагматизм того, что и Владимир Владимирович, наверное, понимал, что остановятся все-таки, прекратят. Ведь посмотрите, что тогда просили и представители Юго-Востока. О чем вообще? Федерализация, принятие различных законов, не запрещать нам говорить на русском языке. Ничего же такого не было. Никаких не было отделений, других там вещей. Довели людей до такого состояния. Поэтому вот эти решительные действия лидера государства, они, конечно, дают такой положительный имидж. И я не скажу там резкий, нет. Это обычное явление для нашей страны в плане того, вот бытность там Владимира Владимировича, что его всегда оценят очень высоко. Но сегодня эта болезнь, в хорошем смысле слова, распространилась и на страны Европы, которые вводят против нас санкции на население Европы, и Америки, в том числе и Украины, которые любят Путина. Еще по соцопросу, если там провести, кто больше, еще неизвестно. И ведущие издания там различные, там рейтерские или там другие издания, которые делают оценку, они ставят Владимир Владимирович не только у нас, а вообще за границей, за пределами, в Европе на первое место. Почему? Потому что он человек года. Он человек, который не допустил в Крыму, он человек, который не допустил здесь. И он лидер не только нашего государства, он человек, который делает все, чтобы удержать в том числе экономику Европы в том состоянии, в котором она должна быть, не вводя против каких-то таких страшных санкций. И он понимает, что да, сегодня это так сложилось, а завтра все-таки это может сложиться по-другому. И вводить санкции там, против Европы в виде отключения газа, там еще Владимир Владимирович не будет. Почему? Потому что он понимает, лидеры всегда будут теплее жить, а страдать будет народ. Поэтому даже по газу для Украины до последней секунды платили, давали, и сейчас уже платят. Почему? Потому что дают газ. Почему? Потому что все-таки Украина начала платить, понимая, что не платить нельзя. Поэтому мы все должны дальше сплачиваться вокруг лидера, и дальше максимально сделать все, чтобы выполнить те и майские указы, и протокольные поручения, и послания президента, и все остальные направления, и активно участвуют в продвижении той международной политики, которая сегодня есть у Владимира Владимировича Путина и в целом у страны. Спасибо. Вопросы? Тимур Ужахов, дайте микрофон. Коллеги, я прошу представляться и озвучивать издание, которое вы представляете. Тимур Ужахов, информационное агентство «Кавказский узел». Юнусбек Баматгиреевич, вы сказали в начале вашего выступления о том, что, извиняюсь, что основной темой все-таки является безопасность нашего региона. Вот как, на ваш взгляд, по сравнению с другими регионами Северного Кавказа, насколько выделяется динамика ситуации в Ингушетии в плане безопасности? И как вот лично ваше мнение, считаете ли вы допустимым, считаете ли вы эффективной мерой борьбы с бандподпольем преследованием их членов их семей? Спасибо. Вы знаете, что мы на протяжении этого года в округе то ли на первом месте, то ли на втором, то ли на третьем. То есть ниже третьего мы не спускались по линии безопасности. То есть мы как самый безопасный регион там 2 раза там, в округе там, выделялись там, первое место. То есть я считаю, что в этом направлении мы довольно успешно работаем. Хотя, опять же, подчеркиваю, что нет у нас гарантии от различных вызовов, которые есть. И, конечно, я сторонник профилактики
преступлений. Конечно, я сторонник, я это всегда говорил, буду говорить, что в моем понимании 99% должна быть профилактика. Но 1% он должен присутствовать. Я, знаете, если брать там различные вариации, да, сам не раз беседую. Возьмем семью Гитагажева. Когда приходит мать, садится, женщина, у которой есть, кроме этого кровопийцы своего народа, убийцы, есть еще другие дети. Я когда на нее смотрю, я ее слушаю, она женщина, она мать. Я вижу, насколько она злорадствует вот своим действием. Насколько она злорадствует. Я ее даже с ней проводил очные ставки тех матерей, чьих детей убил ее сын. Она все равно злорадствует. Она не говорит мне: помогите мне сына вытащить. Она радуется, что у нее сын такой преступник. В чем это выражает? В том, что она его везде оправдывает. Сперва она говорила, что он не боевик. Потом, когда мы ей показали видео, это все, она улыбается, говорит: ну, если вы все знаете, вы же все знаете. То есть она... У меня не раз мысль возникала, там, что же дьявол в душе? Мысль возникала. Вот я говорю, я тоже думал так. Вот взять прилюдно со всем выродком, там, со всей семьей, и вот просто в огонь расстрелять, повесить. Конечно, я понимаю, что это эмоции. Почему? Потому что она со своим мужем, с 2 сыновьями, которые сын здесь преступление совершает, отец там в Самарской области, по той информации, которой занимаются там сбытом наркотиков и всего остального. Отец и 2 сына. А сын здесь преступление совершает, убивает. И только он с его бандой убили более 50 наших граждан. Более 50, цифру, вдумайтесь. Что это? И таких очень много. И таких очень много. Я всегда привожу пример женщину, которая пошла в лес, нашла, выявила, привела, сказала: помогите мне. Вот я понимаю, что она хочет, чтобы сын вернулся к мирной жизни. Я понимаю, что она хочет, чтобы сын не убивал. Месяц в лесу жила. А? Месяц в лесу жила, да. Но ей надо было. Если бы даже сын не сдался, вот таким надо было помочь. Почему же? Я понимаю. Я понимаю тех, которых сыновья вообще не приветствуют, так называемые. Мы живем по Суне, а у них все одна: не слушать свою мать, не слушать отца, не слушать тейп, не слушать никого. Но у них почему-то в Суне жестко, четко заложено слушать кого-то от черта Хаттаба, Басаева, Магаса, или там Умарова, там, или Битюкаева, или этого там Гитагажева. Вот ихняя Суна. Такие тоже есть. Но при этом я всегда говорю так. У нас есть хорошие на Кавказе адаты. Кроме религиозных там вещей, обычно есть адаты. Это всегда так было. Были те, которые просто занимали деньги тоже там. А потом те, кто дал деньги, приходили к отцу и говорили: ваш сын у нас взял там, верни деньги. И когда отец 1 раз, 2 раза, 3 раза, 4 раза не может воспитать, он находил в себе мужество. А у нас, у многих есть дети, мы же понимаем, как это тяжело выйти на улицу, выйти в народ и сказать: люди, извините меня, вот этот мерзавец меня не слушается. Он такой, он сякой. Поэтому с этого дня все, что он делает, не на мне. И народ его освобождал от ответственности за него. Так нет. Я не говорю, что он должен сказать: я отказываюсь от своего сына, от своей дочери. Но я просто... И я очень многим об этом говорил. Но они же этого не говорят. Они говорят, что мы не знаем, где наш сын. Они
приводят тысячи аргументов. Вот сейчас, если вы послушаете тех, кто там нападает, там, на Ингушетию, которые нападали, на Нальчик нападали, тех, которые сейчас, 4 декабря в Доме печати, их родителей послушайте, родственников, и вы увидите, сколько у них аргументов, чтобы оправдать своих детей, преступников. Поэтому, конечно, когда вот такие моменты возникают, люди умирают, мы на похороны ездим. Мы смотрим в глаза родителей. Мы видим плач этих матерей. Мы слышим упреки, когда нам говорят: остановите. Почему вы позволяете? Когда на второй, на третий день уже злость, когда сходит, собираешь, сажаешь уже другую категорию родственников, родных, братьев, сестер, отцов, матерей этих бандитов, и просишь их, они тебя не слышат, они тебя не видят. Знаешь, в душе возникает мысль: пулемет, заградотряд и всех расстрелять. Но я понимаю, что так нельзя. Я лично понимаю, что, конечно, надо терпеливо работать по профилактике. У меня есть свои примеры в этом плане. Очень многих мы вернули к мирной жизни. Вернули довольно серьезных бандитов, которые отступились. Но опять же, по закону. У нас только в позапрошлом году, боюсь ошибиться, 6 или 7 человек, которые получили срок от 8 лет до 16 лет. Они согласились на это. Они сдались, они согласились, они пошли в тюрьму. Почему они это сделали? Потому что родители настояли ихние. Нашим родителям это надо было. Они знали, что они будут сидеть в тюрьме только такой-то срок. Но они знали, что они уже убивать никого не будут. Вот таких родителей я готов приветствовать. Но не таких родителей, как Гитагажева. Но опять же, конечно, по закону мы не имеем права. Все родственники бандитов как получали, так и получают законные пенсии, согласно закону Российской Федерации. Дети получают ихние, кто-то их называет выродками, кто-то еще кем-то называет. Да, они дети. Дай Бог, чтобы они выросли другими людьми, а не как их отец. Они получают детские пособия. То есть законно все, что социальное есть льготы, они все получают. Поэтому, конечно, к ним ко всем надо относиться в рамках закона. Но все-таки в момент, когда вот такие вещи возникают, сиюминутно бывает злость. Поэтому мне хочется, я буду сейчас после Нового года собирать, в том числе мы планируем ряд правозащитников ведущих страны, чтобы они посодействовали. У меня есть какие-то такие неплохие отношения с правозащитниками, но я тоже всегда говорю: ребята, если вы защищаете этих преступников, почему вы за все время, вот 6 лет я руковожу, почему вы ни одного бандита не привели ко мне, не сказали: спасите его? Почему вы не работаете вместе со мной, чтобы его вытащить оттуда, если он вам так нужен? Почему вы защищаете только тогда, когда я его арестую, в камеру посажу, или когда его уничтожат, тогда вы начинаете его семью защищать? Поэтому я думаю, что правозащитники пойдут тоже навстречу в этом плане и выступят миротворцами в плане того, чтобы все-таки заставить бандитов сдаваться. Позволять рушить то, что мы сегодня создаем, нельзя. Нельзя возвращаться в те годы назад. Непозволительно. Но при этом, я подчеркиваю еще раз, в рамках законов Российской Федерации. У меня нет такой практики, я повторяю еще раз. Но при этом, подчеркиваю еще раз, признаю факты. Если взять в сельском поселении Орджоникидзе, Нестеровке, мы там снесли 2 домовладения, в которых семьи не жили. Но одна семья якобы купила, сдавала бандитам. Помните, в прошлом году некому Барчашвили, которых там уничтожили. Все снесли, там будет построен социальный объект. Второй дом в этом году, где скрывался Махаули. Одна семья якобы купила, вторая семья некто Ганижев, который там, братья молодцы, привели его как пособника. Сейчас пойдет под суд как пособник. И он, и его жена, которые снимали жилье для этого бандита Махаули. И что? Конечно, мы это тоже изъяли землю.
Потому что если там бандит живет, то там другая семья жить не будет. Все. Все снесли дом. Выровняли все, будет тоже социальный объект там строиться. Но, подчеркиваю, если там жила бы семья, того же бандита, мы бы проводили с ним профилактику и разбирались бы. Но при этом есть еще одна тема. И этих случаев тоже было. В 2009 году, в 2010 году, в 2011 году такие случаи были. Когда родственники не спрашивают власти. А как вы хотели? Если родственники знают, что этот убил, они не будут у власти спрашивать. Они придут и дом сожгут. И расстреляют отца с матерью и всех там. Это уже родственник, это чисто их взаимоотношения. И тот бандит, который это делает, он должен знать. Он может в лесу прятаться, но здесь пострадает его родня. Да, власть не должна это допускать. Но если такие вещи будут происходить, конечно, власть будет искать и их. Почему? Потому что они тоже совершают преступления. Но от этого никто не должен быть застрахован и гарантирован. Поэтому лучше, если эти родственники, если они так дороги, их дети, пускай выйдут в народ и скажут: люди, он бандит, он меня не слушается. Я его не вижу, я его не знаю. Я не говорю, становитесь на колени. Пускай скажет всему селу: простите меня за этого сына. Я ничего не могу сделать. Просто простите меня. Склонил голову, ушел домой. Ну, что мы ему скажем тогда? Если, конечно, он не лукавит. Случай, который произошел там, некто Дышноев в Плиево, тоже из области, семья выгнала, уехала, не уехала, выгнали семью, не уехали. Сами же родственники, жители села, родственники, их сказали: все. Отца нету, мать и сын. Одного убили, один сейчас в розыске. Дом разрушили, снесли, а семья уехала. Вот оставшиеся там и мать, и сын уехали. Почему я их должен держать? Уехали, уехали. Если ихнему сыну, который бегает, наплевать глубоко на свою мать, на своего брата, то нам-то что тогда с ним делать? Он будет сейчас убивать людей, найдут, и брата найдут оставшиеся. Почему? Потому что родственники не простят кровь. Ну, это со временем. Поэтому у нас тоже эти вещи происходят. Нельзя сказать, что мы с этим не боремся. Но мне хочется все-таки, чтобы сами родственники бандитов не стеснялись людям говорить, а не жить на те кровавые доллары, которые им приносят их родственники, убивая наших граждан. Спасибо. Жахова, ГТРК, Ингушетия. Юнусбек Бамангеевич, как бы, если можно, вернуться в экономическую плоскость. У Путина на пресс-конференции звучали часто два слова. Это диверсификация и импортозамещение. С первым, нам не грозит, наверное, а вот со вторым, на что вы делаете главную ставку в республике? В принципе, мы над этим проектом уже работаем уже давно. Если вы вспомните, 8-й, 9-й год, 9-10 год, помните, когда я собирал там Минсельхоз, там крестьянское фермерское хозяйство, была одна тема. Она смешная тема. Почему у нас нет производителя, который может выращивать помидоры? Помните, да? Помидоры, огурцы. То есть не было в республике таких людей. Да, кто-то там может в огороде. Вот как бы на продажу, промышленном производстве не было. Я этому удивлялся. Почему? Потому что, конечно, там были свои тараканы в самом Минсельхозе. И одной из задач, которую мы тогда ставили, было то, что найти тех производителей, их субсидировать, поддерживать, чтобы они начали растить помидоры, огурцы, зелень и все так далее. Брал их на личный контроль, где-то получалось, где-то не получалось. С того момента у нас пошла такая тема, как импортозамещение сегодня, если мы ее называем. Это хорошо. Мы сегодня, благодаря этим ребятам, которые серьезно занялись, у которых есть сегодня теплицы, у многих, не у всех, у многих, которые имеют сегодня хорошие площади для того, чтобы выращивать
овощей, и которые сегодня могут там где-то играть на снижение ценовой политики в рамках продовольственной безопасности. Это одно. Второе, мы довольно серьезно поддерживаем и поддержали мясное производство. Почему у нас так получилось? Мы выделили тех, у кого больше 100 крупнорогатого скота на руках. И сегодня, благодаря этому, наверное, вы видите, по мясу, наверное, самая такая стабильная цена. Она соблюдается. В течение даже не там этого дня, там, а в течение вот последних 3-4 лет. Третье, мы вышли на уровень, если смотреть на зерна других направлений, зерновой культуры. Тоже здесь тоже пытаемся вот это все выровнять, но при этом определяем приоритеты. Что важно, какое зерно для нас важно. Исторически, в том числе, то ли кукуруза, то ли пшено, то ли еще какую-то другую продукцию. Ну и одним из так вопросов, которые мы выставили, это развитие молочного направления и развитие переработки. На переработку мы делаем довольно серьезный упор. Вот сегодня я не успел заехать, первый цех запускался в группе «Атлас», чтобы переработка сама там превратилась как и торгово-закупочную базу, чтобы люди могли бы сдавать свои излишки. Обычно люди как говорят, вот я в огороде там 10 соток картошки там посажу там на 10 сотках, мне надо только 10% урожая, остальное куда я дену. Чтобы он об этом не думал, чтобы он мог сдавать этот урожай, торговую закупочную базу. Или же мы для таких людей ближе к сходу урожая будем создавать ярмарки, чтобы они могли бы, если он сам, то сам придет, сдаст, на ярмарке будет продавать его товары. Если не сам, то Министерство сельского хозяйства будет на машинах закупать у людей излишки, возить на ярмарку, продавать, и на этом тоже самое зарабатывать. То есть всем удобно, всем хорошо. Вот такие направления. Одним из таких ярко выраженных направлений по импортозамещению это у нас, конечно, бесспорно, яблоневые сады. Или не только яблони, а фруктовые направления. Если по линии группы «Атлас» мы посадили порядка там, 5 видов только черешень, они уже давали в этом году первые же сходы, то по яблокам, то, что реализуется проект, я думаю, что уже в 2015 году мы за счет того урожая, который мы соберем, мы где-то процентов на 60 обеспечим республику яблоками. А прогноз там, до 2018 года, до 2020 года более 1000 гектаров яблоневых садов. Это самые высокие технологии. Хранение, продажа, упаковка, там, полностью все, рабочие места. Позволяет нам обеспечить не только регион, а уже и регионы России, в том числе есть договоренности Московской области, Москвы, где на логистические центры будет ввозиться продукция, в том числе республики. Есть большая надежда на китайских инвесторов, которые хотят сейчас получить продукцию нашей плодородной, экологически чистой земли для поставки этой продукции сельхозназначения в Китай непосредственно. То есть разные есть направления, где мы можем сегодня не только сельхозпродукции. Мы по импортозамещению вводим и строительство швейной фабрики. В этом году уже начато строительство. По импортозамещению вводим комбинат детского питания, всю продукцию, которая там будет производиться, и мясо-молочный комплекс, который в этом году открывается. Ну и по импортозамещению у нас очень много направлений и строительного направления. И тоже так называемых там главных игроков на этом поле по строительному бизнесу, мы их тоже сейчас выделяем для того, чтобы взять на контроль, ну и поддержать где-то в каких-то направлениях не деньгами с бюджета, а госзаказами для тех или иных направлений. Если брать там по школьной мебели, мы за счет, если память не изменяет, некого Цечоева с Нового Реданта, мы довольно серьезно эту проблему решаем. То есть он получил уже на какие-то годы вперед на строящиеся школы. Он делает очень качественную, хорошую мебель для школ.
То есть нам не надо его покупать в Краснодаре там, или в других регионах, у себя даже хотя. Поэтому здесь тоже большая помощь, поддержка как республики, так и для тех производителей. Поэтому я в прошлом и позапрошлом году и выводил на то, чтобы кирпичные заводы наши были заполнены заказами на те стройки, которые у нас в республике планируются. То же самое я уже в ближайшее время, если успею сейчас, если нет, то в январе 2015 года буду заслушивать, собирая, опять же, руководителей кирпичных хозяйств, там, всех производителей. Они мне в глаза будут говорить, заказ поступил или не поступил, чтобы я потом разбирался, почему не поступил. То же самое мы сейчас работаем в плане того, и сейчас, и раньше работали, по тем поставщикам молока или продукции школы, в садике, в больнице, чтобы опять же выявить из них, где наша поддержка. Если брать, например, в Джейрахе, в Локе, там, или когда я посещал там детские лагеря, я собирал там тех поставщиков. Мне было приятно, что и мясо, и молоко, и сыр, и хлеб, и все поставляют жители Джейрахского района. Хотя была тема, когда в свое время, что в этом тоже ничего нет плохого, это наоборот интеграция, это хорошо бизнеса, когда закупали все в Северной Осетии, в Владикавказе. А сейчас они все, и когда я вижу перед собой этих людей, которые поставляют мозолистыми руками, я знаю, что у них они точно там никого не обманывают, и на порядок дешевле и качественнее, то зачем нам где-то еще приобретать? Поэтому вот такая работа, она ведется, и она дальше будет продолжаться. Спасибо. Вопросы? Мария Мистоева, НТК Ингушетия. Мария Мистоева, НТК Ингушетия. Вот вы в своих выступлениях часто ставите определенные сроки открытия новых объектов, а на деле они сдаются в эксплуатацию немного позже. Я не хочу никого обидеть, заранее извиняюсь за уже обидела. Грубость. А как вы считаете, это дело в том, что в неисполнительности ваших назначенцев или в сложности ставящихся задач? Спасибо. Ну, скажу вам так. В первую очередь, наверное, это низкая исполнительность, к сожалению. И не делаю секрета, что до 15-20 января я буду по некоторым так называемым исполнителям принимать некоторые кадровые решения. Это одно. Но есть, конечно, ряд причин. Я же тоже не просто сроки определяю. Я могу там ставить очень сложные задачи, тяжелые задачи, но уже невыполнимые задачи я не ставлю. Они все равно выполнимые. Желание только должно быть. Но когда чиновник начинает там бахвалиться, говорит, я вот все, мы там это, и все, и забывает. Вот сегодня мы открывали дома. Опять же, это критика и в свою очередь, в том числе власти, но вы все равно это все услышите, увидите. Ну, хорошие дома. Да, есть там вопросы, там, не до завершенки, да, ну, это такие текущие вещи, которые в течение недели люди должны подать там, заселиться, подать, написать там. Ну, то есть, правила есть. Во всех регионах есть. Но самый простой вопрос. Вот я задаю вопрос, там, министру строительства задаю вопрос, другим чиновникам, главе администрации района. Я гражданин, я заселяюсь в квартиру номер 25. Вы мне дали ключи, вот я пришел в квартиру номер 25, у меня замок не открывается. Куда я должен идти? Вопрос, да, самый простой. Ну, я думаю, сейчас мне скажут, что по этому поводу на каждой квартире или каждому жильцу выдается квиточек, где написано телефон управляющей компании или ТСЖ, или там кто там занимается этим вопросом, или же там застройщика, который должен там, и где он находится. То есть в этих же домах, которые сдаются в одной из там на первом этаже, где людям удобно прийти. И он там находится, там написано большими буквами, там, штаб такой-то там, первой Красной Армии, там, или как угодно называйте. То есть простой вопрос, да, самый простой. Вы думаете, это есть? Нету. Что мне говорят? Ну, если у человека будет проблема, он должен прийти в администрацию района.
Я вот серьезно вам говорю, я смотрю на них и думаю, они понимают вообще, что говорят? Мелочь, казалось бы. Но эта мелочь, она до тех пор, пока мы сами лично не столкнемся с этой мелочью. Когда вы с семьей, детьми, с котомками пришли, а тут надо бежать в администрацию, а там тебя там собаками травят, там тебя не пускают, там еще чего-то. Куча всего. Когда можно это спокойно сделать, жители, вот, то есть красиво, вот сделана масштабная работа. Выполнили задачу там 2015 года, в этом году завершили. Последний штрих, казалось бы, ну сделай красиво. Создай условия, тем более Новый год. Нет. Это вот один из таких примеров, как мы говорим, да? Почему задачи ставятся, не выполняют. Это одна тема. Вторая тема, конечно, есть сложности. Сложности здесь связаны в том числе с теми строителями, так называемыми рабочими. Нас часто критикуют, что почему у нас в республике работают из других регионов, а не наши жители. У наших жителей 1000 причин, чтобы не работать. 1000 причин. Начиная с свадьбы, похороны, кошка у соседа сдохла, там собака повесилась, там чего только не придумаешь, лишь бы не работать. Да, есть устоявшиеся бригады строительные, которые день и ночь работают. Они понимают, что они даже пятничную молитву они коллективно делают там, с разрешения там имама, там, прямо на стройке, чтобы не отрываться от производства. Что тоже не запрещается. У нас поэтому и затягивается процесс стройки и молодежного дома, и сиротского дома. Надеюсь, что уже в марте этого года, следующего года мы это все сдадим, снимем эту нагрузку. Но, опять же, этих задач, этих проектов, которые еще недостроены, их ряд проектов у нас, которые мы будем осваивать сейчас в ближайшее. Есть еще одна тема. Есть некоторые фирмы, которые взяли, получили там конкурс, есть подряды, есть там участие, есть. В одном выиграли, в втором выиграли, в третьем выиграли. Все это там типа, окучили, а освоить не могут. Признаться тоже не хотят. Других взять тоже не хотят. Ни себе, ни другим. Поэтому, конечно, мы будем работать сейчас, будем рокировки проводить, будем по каждому проекту более принципиально относиться. Нет, это неприятно. Такого не было, я вам скажу, в 2010, 2011, 2012 такого не было. Мы в 2012 году с опережением сдали очень много проектов. Сами удивлялись, как быстро строили. Но и сейчас нет такого. Сейчас тоже многие проекты, которые мы сдаем, довольно сопереживают. Даже вот те дома, которые сейчас я там ругаю за недоделки, да, согласитесь, они начали были строиться к концу июля, в начале августа. Дома в Карабулаке, которые сегодня открыли, там, или в Орджоникидзевске открыли, в Троицком открыли. Они 9-этажные дома, 4-этажные, 5-7-этажные дома. Конечно, это маленький срок, но работали очень оперативно. Да, я недоволен, что они сделали там 20 декабря, но хорошо, что сегодня сделали. Да, есть там ряд недоделок, максимум там месяц доделают, но люди живут, могут жить уже спокойно, Новый год уже встречать в новых квартирах. Потом такое тоже есть. Но есть там, где просто спустя рукава относятся к задачам. Спасибо. Уважаемый Юнусбек Маматкалиевич, у меня вот такой вопрос. В последнее время мы все чаще и чаще слышим о том, что на свадьбах стреляют. Бытует мнение, что вы к этому относитесь очень негативно. По вашему мнению, какое наказание заслуживают вот именно такого рода нарушители? И вспомним последний случай стрелявшего Аушева. Заслуживают ли такие люди такого сильного наказания? И вот ваше мнение по поводу этого вопроса. А какое наказание? Ну, в интернете, по крайней мере, говорят, что человека пытают. Человека пытают? Наказывают слишком сильно. Да. Ну, давайте так. Спасибо. Конечно, мы можем подойти к этому вопросу спустя рукава, как многие это делают. Даже папы, мамы. Ну, стреляют и стреляют. Ну, что, такие мы. Ну, как обычно. Но, опять же, Далмаш
Возьмите этого ребеночка, который там в оки-юрте. Это хорошо же, если он будет здоровый, если он будет понимать 2 × 2 = 4, там еще остальное. А если нет? Кто виноват? Я же не говорю, что тот, кто стрелял, это вот плохой человек, там все. Нет. Он нормальный человек. Просто сама атмосфера, само общество приемлет это все. Вот посмотрите, мы говорим много про ДЦП, да? Может, будет вопрос. Само общество хочет этого. Само общество. Если сейчас посмотреть самого ярого критика по поводу ДТП и посмотреть его родословную, кто за ним стоит, вы увидите, сколько у него в семье самой ближайших, тех, которые... И он сам превышает скорость, ходит на красный свет и все остальное. Но он сам не останавливается. Сами сейчас возьмите, вот кто за рулем сидит, посмотрите, кто из тех, кто сюда сегодня на работу приехал, просто, не для меня, а для себя просто скажите, кто из вас приехал без нарушения правил вождения? Вот, не, я понял. Кто руку поднял, те нарушили. То есть, я к чему это? Если вы не нарушили, ну, вопрос в другом стоит. То же самое на свадьбах. Почему-то все считают, что это так должно быть, что это правильно. Но это неправильно. Оно сегодня вот так. Вот Аушев, там Магомед, скажете, вот, парень. Ведь там же обычная тема. Едет, он достает автомат. Автомат видный, позолоченный, крутой, боевой автомат. И он спокойно в людной обстановке стреляет с этого автомата. Он неопытный человек в этом деле. Если бы в это время под машину попала кошка, то есть резкое торможение, если бы резкий рывок, то эти пули пошли бы в другую сторону. И поверьте, даже в этом случае было бы 1000 аргументов, чтобы не наказывать этого Аушева. Что было сделано после этого? Я в этих вещах же сразу, там, совет тейпов, и я очень признателен совету тейпов за то, что они так работают оперативно. И совет тейпов, и совет безопасности. Машину выявили, все выявили. Нет, машину спрятали, людей спрятали, гильзы все нашли, опера, все подняли, экспертизу провели, боевое оружие. А что значит боевое оружие? Это возбуждение уголовного дела. Пройдет хоть 10 лет, но пока этот автомат не найдут, это дело не закроется. Это боевое оружие. Но опять же, что закон говорит? Если ты добровольно сдал оружие, то не возбуждайся уголовное дело. Ты освобождаешься от уголовного. И людям было сказано, слушайте, ну вы уже все, вот вы сводки, все, это не скрыть. Мы вас очень просим, проведите этого умника, который стрелял, и сдайте автомат. И сегодня вообще ни темы не было бы. Просто пожурили бы, сказали бы, вот так, на больше не... И на этом все закончилось бы. Нет. 1, 2, 3. Потом ловят того, кто был на машине за рулем. Когда его поймали, конечно, я так понимаю, родственники надавили уже на тех, кто уже стрелял. Сказали, а что наш должен за вас проставлять. Ну, может, такое было. Да, хорошо, молодец, хотя бы в этом случае. Там, провели этого. Что там дальше? Его пытали, издевались. Для этого есть следствие. Я уже говорил представителю тейпа Аушева по этому поводу. Шантажируют власть тем, что куда-то в Европу обратятся, там еще куда-то. Не надо. Просто вы написали, да, обратились, да, побои сняли, да. Все. Не я провожу следствие как глава субъекта, а проводит Следственный комитет. Дал по этому поводу хорошую и докладную, и справку положить по правам человека. Поэтому, если там эти были вещи, которые говорят, там, пытки, конечно, это допустимо. Вы знаете мою позицию в этом направлении. Поэтому здесь не обсуждается. Вопрос того, чтобы стрелять, не надо стрелять на свадьбах. И мы сейчас более жесткие законы принимаем. Да, правильно говорит представитель
что у нас милиция на там, низком уровне. Конечно, на низком уровне. Вот если бы тогда всю свадьбу остановили бы органы правопорядка, всех бы нарушителей в кутузку, тогда что было бы? И поэтому я сегодня сказал министру, он признается в этом деле. Он признает, что наша вина. Я говорю, вы, сотрудникам полиции, говорю, начальник ГАИ, говорю, вы начинаете вот эти тараканы свои, мы вот местные, друг друга знаем, вот же свадьба, давайте мы сейчас их отпустим. Они же вам на голову сели. И вас же потом обвиняют, что вы не работаете. Муфтиятам определено 3 машины на свадьбе. Все. Остальное все арестовывайте, загоняйте. И там же молодые ребята тоже, да, и родители не знают же, там родители же не отпускают все машины. Из дома выезжают за невестой 3 машины. А тут со всех углов выскакивают так называемые друзья жениха, которые оказывают очень сильную медвежью услугу. Сколько случаев было у нас травм, смертей на этом. Просто ДЦП, даже просто элементарно. Вот они едут по дороге, занимают всю дорогу, начинают вести себя похабно, просто, грубо говоря, понтоваться. Ну, одному понравится, второму не понравится. А если 2 свадьбы соприкоснулись? То есть очень много рисков. Потом, конечно, сейчас будет орган правопорядка более жестко в этом направлении работать. Но желательно, чтобы этих вещей не было. Я и Министерству культуры это поручение дал. И в целом главам администрации. Надо, конечно, площадки для молодежи создавать. Почему молодежь туда лезет, в эти колонны? Вот это тот участок, где молодежь, по крайней мере, может себя там скрытно где-то себя проявить, пар выпустить. А дальше нет. Почему? Потому что танцы запретили, музыку запретили, это запретили. Ну, нельзя так. Кто хочет, танцует, тот не хочет, не танцует, вот и все. Надо создавать для молодежи тоже площадки. Они не могут быть таким зажатым. Да, они при нас скажут, что все нормально, а так только мы отвернемся, они пар все равно должны выпускать. Все мы были молодыми. Потом мы и говорили, что создавать там не на дорогах, чтобы танцевали. Мы хорошие, у нас хорошая такая пошла традиция, мемориал памяти и славы. Мне очень нравится, что уже традиционно туда свадебные кортежи подъезжают. Танцуют, отмечают. Молодцы. Такие площадки должны быть в каждом муниципальном районе. И там, где свадьба, и там, где невесту колодцы ведут, хадьяхчан. Должны это быть вещи. Пускай. Вот там молодежь, пускай пар выпускает. И они должны знать, что эта площадка будет. Ну и, конечно, я помню в советское время, когда свадьба была, если на улице советской родителей, там, Халчадиш, свадьба там, то на улице Пролетарской, там, через там, 5-6 улиц, или, может, там, на другой окраине, там, жених собирался со всеми друзьями, собирались девчата, танцы устраивали, веселились. Было же такое. Никто никому не мешал. А сейчас и этого тоже нет. Конечно, тоже плохо. Поэтому молодежь где-то хочет себя проявить. Здесь надо и Министерство культуры, в целом правительству поработать, и главное, муниципальных образований поработать. А действия, если такие есть, я не могу сейчас судить, пока следствие не закончится, по отношению к Каушу, это неправильно. Но плюс при этом мы не можем не критиковать и тех, которые должны были и взрослые, и другие. И сегодня я призываю их, сдайте автомат. Сдайте. Почему? Потому что уже известно, чье оружие, известно как. Будут обыски, будут мероприятия. Будет... Это не остановить. Почему? Потому что это боевое оружие. Нельзя так, чтобы люди просто так пользовались боевым оружием. Спасибо. Курс доллара высок, и жизнь стала дороже. И все мы знаем без того, что особенно нелегкой будет наша гражданская ноша.
Юнусбек Баматгиреевич, вот вы, Мехкда, скажите всем, что ждет нас в будущем году. Да скажите нам так, чтобы слово «страх» исчезло навсегда из дум земляков ваших. Если можно, такой формулировкой, чтобы она стала летучей и девизом на 2015 год. Спасибо. Вот как сказала. Вот так вот. Вам рамки уже озвучили, как надо отвечать. Рамки уже озвучили, как надо отвечать. А есть готовый ответ? У вас есть? Подскажите ответ. Ну, друзья мои, конечно, можно сказать так. Не сомневайтесь, вперед, прорвемся, добьемся и так далее. Вы должны понимать одну вещь, что у нас нет своей валюты. Мы не самостоятельны в этих вещах. Мы зависимы, так же, как все регионы Российской Федерации, от общей ситуации, которая складывается. Поэтому здесь, наверное, больше, чем сказал Владимир Владимирович, он является гарантом всего этого направления. Сказать никто не сможет. И вот то спокойствие, то, что Владимир Владимирович заявил и объявил, сказал, да, будут сложности, будут трудности. И вполне допустимо, что первый квартал, второй квартал мы это будем осуществлять. Но потом начнем выравниваться, выправляться. Были более страшные, я же со своей стороны, что я вам скажу, были более страшные времена. Вспомните про них. И сегодняшняя ситуация – это вообще ничто. Сегодня совершенно другая ситуация, и я уверен, что мы осилим этот вызов очередной. Мы победим этот вызов, и мы достойно встретим 2015 год, решив все задачи, которые перед нами стоят, которые перед нами стоит федеральный центр, который мы перед собой ставим, и все наши планы, они к концу 2015 года будут решены независимо от санкций назло всем нашим врагам. Не знаю, как там формулируете вы сейчас ключевую фразу 2015 года. Ну, как бы вот попытался, но это от души. Ну, скажу девизом ВДВ. Никто, кроме нас. Может и так. Салтыга, газета «Сердало». Уважаемый Юнусбек Баматгиреевич, у меня такой вопрос. В ходе реализации федеральной целевой программы у нас введено в строй несколько десятков объектов. И вот по информации, которая была на заседании правительства республиканского, 1500 постоянных рабочих мест создано там в этом году и более 3000 временных. Насколько актуально остается, на ваш взгляд, задача создания этих рабочих мест новых, получения новых профессий, чтобы молодежь нашу специализацию, может быть, изменяла, учитывая требования времени? Спасибо. Но я бы больше делал акцент не на актуальность создания рабочих мест, а на актуальность приучить людей к работе. Приучить людей к получению стабильной, небольшой, но заработной платы. Это важно. Не все хотят работать. Не все хотят работать в ГУПе «Атлас», в мясомолочном комплексе. Не все будут идти работать там какие-то там... Да, я понимаю, что пацаны больше потянутся там коммерческие проекты, которые там есть там по техническому направлению, там сборка автобусов, там, или сборка там чего-то, там, где вот все-таки можно там поучаствовать, там какое-то там еще детство может просыпать. Но не все хотят. И поэтому здесь одна из главных задач — приучить людей к работе, к тому, чтобы они понимали, что может утром прийти на работу, вечером уйти. И не думать о том, вот этого, чтобы не было. Это довольно сложная тема. Это один из самых проблемных вопросов у нас. И нам надо над этим работать. Если сравнить там, что было, что есть, намного лучше сегодня. Мы не только 1500, там Минтруд там в ближайшее время выложит раскладку, мы больше создали в этом году рабочих мест. Не только сезонных, а постоянных рабочих мест. И актуальность в том и заключается, что чем больше людей работает, тем больше доходов в бюджет республики, продукции выпускаемой. Но самое главное — стабильности. Почему? Потому что человек, который загружен работой, ну, я, например, не представляю. Вот я сейчас приду домой, ну, если еще дети не спят, у меня хватает только там с детьми чуть-чуть поедаться.
То есть, если я приду домой, у меня довольно сложно себе сейчас представить, что я займусь чем-то другим. Там, может, из-за возраста, может, еще чего-то. Но уж поверьте, то, что у меня нет желания даже сесть на велосипед, где-то покататься, да, ночью, потому что хочется отдохнуть, просто выспаться, просто отдохнуть. И когда человек работает, смысл не в том, чтобы с такими нагрузками работать. А когда человек работает, мне хочется, чтобы у нас в республике вернулось то советское прошлое хорошее. Чтобы человек мог работать свой рабочий день, чтобы у него была социальная льгота, чтобы он мог поехать раз в год куда-то отдохнуть. Пусть это будет в Джейрах, пусть это будет там, в Сочи, пусть это где-то будет внутри страны. Чтобы он имел отпускное, чтобы он мог получить какую-то социальную выплату, материальную помощь в случае, если очень сложная ситуация у него там дома, в семье. Пусть это будет немного. В этом случае этот человек будет понимать. Да, если мы добьемся того, чтобы человеку могут оплачивать те компании, организации, которые работают хотя бы частично съем жилья, это вообще будет супер. Ну и в очереди получать потом в последующем то жилье, которое там в советское время тоже было выстроено в схему. Вот как бы у меня, мне так кажется. И это очень актуально, это очень важно. Надеюсь, мы к этому, в принципе, идем сейчас. И если брать по линии Роснефти, по линии Газпрома, те компании, которые сейчас работают в республике, по линии других направлений, мы получаем это все. И здесь надо просто еще дополнительно нарабатывать, чтобы все-таки приучить и молодежь в том числе. Мы в этом году из-за того, что более жестко отнеслись к ЕГЭ, пришли к мнению, что надо увеличить количество мест в среднетехнических учебных заведениях. Мы их увеличили свыше, чем 800. Это одно. И понимаем, что это надо развивать. Ну и второе, одним из вопросов 29 числа, когда я буду встречать с Дмитрием Анатольевичем, одним из вопросов будет все-таки открытие на территории республики еще одного вуза. У нас было 2 вуза на территории. Этот вуз должен чисто быть профильно-техническим университетом. Почему? Потому что строительство колоссально огромное количество объектов. Мы в этом году только сдаем, я беру сельхозпроекты, там, например, ГУП «Атлас», там, мясомолочный комплекс, но при этом сдаем ряд предприятий и заводов, в том числе инвестпроектов, где нам нужен такой не только среднетехнический потенциал, там, довольно серьезные кадры высшего образования, технического уровня. Поэтому, конечно, здесь тоже наращиваем. И это все делается под ту программу, ту стратегию создания рабочих мест на территории республики. Но самое главное, я еще раз подчеркиваю, что нам надо все-таки приучить людей к тому, что надо все-таки ходить на работу, на ту зарплату, которая есть. Спасибо. Ханиев. Ханиев, пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия. Я поздравляю всех присутствующих и всех нас с Днем Спасателя, который сегодня отмечается. А вопрос у меня... Слушай, сколько тебя отмечать? Уже месяц отмечать День Спасателя. 27 декабря, товарищ генерал. У них сегодня праздник. 27 декабря День Спасателя. Поздравляем, спасибо. Но вопрос у меня другой. Юнусбек Маматгариевич, я хотел спросить вас про нашу типографию, полиграф-комбинат. Он не работает, и это создает серьезные проблемы тому, кто должен иметь дело с типографиями, там, печатать свои, скажем, вот в моем случае, свой ведомственный вестник информационный, когда приходится выбирать между Нарчиком, Новопавловском, Ессентуками, Грозным, и свой такой полиграф-комбинат, построенный по линии ЗЭП, прозябает, образно говоря. Будет ли приняты какие-то меры, чтобы этот комбинат наконец-то заработал? По крайней мере, деньги у нас в республике останутся. Таких, как я, наверное, много будет. Сейчас там принято решение такое. На эту территорию заходит Министерство по делам национальностей, наше министерство. В ближайшее время мне представит сам проект. И министерство будет отвечать за этот полиграф-комбинат. И будет его развивать, этот полиграф-комбинат. Он должен к середине 2015 года, по тем поручениям, которые я дал, запустить в тестовом режиме
А к концу года 15-го полностью продукцию, которая производится за пределами республики, нашей продукции, она производится на этом полиграф-комбинате. Поэтому они мне в ближайшем, там будут привлечены небюджетные источники для этого. Ну, вот таким образом мы решили. Когда увидели, что этот полиграф-комбинат, ну, как минимум 5 хозяев, у которых в руках целые кипы документов, что эта вся территория у них уже куплена. Когда увидели, что там просто в частные руки отдавать там, ну, бесполезно. Уже пройдет год, а мы опять же к тому же вернемся, если эту территорию опять не перепродадут друг другу. Вот, как бы, если коротко, вот так. Проходит такой интернет-флешмоб «Поддержи Россию, добавь себя в черный список США». Насколько мне известно, вас там еще нет. Не хотели бы опередить Белый дом? Спасибо. Кого сделать еще раз? Опередите Белый дом, добавить, собственно, себя в черный список США. Зачем? Флешмоб такой проходит. Это акция такая проходит? Да, флешмоб, интернет-флешмоб. Я вам разрешаю добавить меня в черный список. Официально, вы можете отказаться. Ну, вот добавьте, я не знаю, знаешь, как это делать? Да мы организуем. Знаете, давайте так, ну, мы же не дети маленькие, там, флешмоб играть там и добавлять себя в черные списки США. Но я скажу так, что хорошо, что проходят какие-то акции, какие-то мероприятия. Например, когда я был в Волгограде, там вот события как раз там, киевские события, вот это все. И идет маршрутка, и там написано «На Берлин». Ну, есть патриоты страны, и в этом ничего плохого нет. Но при этом пиариться на этом, если это сделает кто-то из вас, это все, ну, и останется между вами. Если это сделает глава Республики Ингушетия, ну, мне для чего? Я не модный человек. Я не модный человек. Не, я думаю, что не надо. Если я где-то в какой-то степени достану из США, они и так меня включат в черный список. Мне зачем это сейчас пиариться на этом фоне и в черный список себе добавлять? Но уж точно одно скажу, что там тоже будет смена власти. И будем надеяться, что новое руководство Соединенных Штатов Америки по-другому посмотрит на взаимоотношения с Российской Федерацией и на международную политику. И попытки сегодня без России играть на поле мирового масштаба, это чревато самоубийством. Даже бороться с теми вызовами, которые сегодня есть, я не беру там определенных там экстремистов, террористов, которые создают себе какие-то государства. Это нет. Я даже говорю мировой там глобальный кризис, который может быть, там, что даже взаимосвязь экономик мировых государств, оно все равно кончится плачевно, в первую очередь для Соединенных Штатов Америки. Ни одна империя, как римская, греческая, там, другая, потому что Советская империя никогда не дожила до того там, масштабного там, представления, которое себе представляли руководители этих империй. Также и Америка не доживет. И придет век Америки, когда она тоже распадется на штаты. Индейцы свое возьмут, мексиканцы свое возьмут. Придет время. И Америка должна это понимать. И не поможет, ни блок НАТО не поможет. Почему? Потому что это процесс, жизненный процесс. Сегодня представлять, что мы развалили Советский Союз и развалим Россию, это не что иное, как, ну, как бы пытаться загрести жар руками, где они там ничего не делают. Да, была подрывная акция, была, но развал Советского Союза — это не только участие или там медвежья услуга Соединенных Штатов Америки. Нет. Это процесс, который шел по определенным направлениям. И Китай, который, увидев, сделав выводы, стал совершенно другим государством. Но сегодня, если прогноз по Китаю когда-то был, что к концу 2020 года Китай достигнет того, что сегодня есть, он сегодня это достиг. И идет с опережающим темпом. Почему? Потому что руководство Китая переориентировалось на рыночную экономику, на реалии современные. А мы где-то в советское время, я имею в виду. Сегодня другая ситуация. Поэтому нам не надо себя заносить в черные списки США. Мы
Я так понимаю, что все патриоты России все равно для них в черных списках, а мы все патриоты России. Потому что я один буду в этих. Давайте все вместе будем в черных списках Соединенных Штатов. Разные патриоты. Спасибо. А вот табличка РЭК Ингушетии. Здравствуйте, Юнусбек Бамадгиевич. Я представляю региональную энергетическую комиссию Республики Ингушетия. Зовут меня Зайна Барахоева. У меня вот какой вопрос. 24 марта 2014 года Владимир Владимирович Путин подписал указ о возрождении сдачи новых ГТО, то есть готов к труду и обороне. Ну, это определяет уже работодатель, либо же, допустим, это будет при сдаче, при получении значка, это будет надбавка к зарплате работающим, а студентам и школьникам это повышенная стипендия, ну и какие-то поощрения в школе. Вот я бы хотела вас спросить, у нас в республике с 2015 года планируется вот сдача новых ГТО в органах исполнительной власти? Как говорится, в здоровом теле, может быть, исполнительность наших чиновников немножко повысилась. Спасибо. Ну, здесь очень надо серьезно смотреть, чтобы это все не было на бумаге и бутафории, конечно. Бесспорно, у нас планируется так же, как и в рамках масштабах страны. Почему? Потому что это не просто установка, что вот там внедрить, а это задача, которую надо реализовывать. И одним из таких пунктов и приема на должность, и аттестации чиновников в том, что это через нормы ГТО. Это важно, это нужно, и хорошо, что Владимир Владимирович Путин возродил своим указом вот это очень нужная тема, эту нужную тему. Но самое главное здесь важно, что молодежь, дети. Сегодня довольно серьезная проблема, когда ребенок, мы же помним до армии, да? Как мы сдавали. Для нас не было там, таким секретом, как надо бросать гранаты. Да? Кто-то бросал гранат на 40 метров, на 50, а кто-то на 60 метров запуливал. И нормально все было. Нормативы такие были. И придя в армию, мы выполняли все нормативы. А потом, когда это все рухнуло, если наша молодежь, если брать нашу молодежь, она физически крепкая. Но когда выходишь на эти нормативы, она получала круглые двойки. Почему? Потому что они по этим нормативам не работали. Не было тренировок, не было опыта. Я даже помню, когда вот сейчас, когда в войсках сам служил, когда с Кавказа, не только ингуши, с Кавказа, там молодежь там призывается, вот трешку там пробежать. И вот он, если с Кавказа, то он сразу же там, как галопом возьмет, и 1,5 километра его хватает. Потом последним доползает. Это в начале. Почему? Потому что он не бегал дома эту трошку, не рассчитывает свои силы, он не понимает, как технику, не знаю. А потом уже через месяц, через 2 смотришь, все. Когда его уже на крыло поставили, все. Для него эти трешки, 5 километров, 10 километров, вообще ничто. Он первый, еще другим помогает. Вот сегодня нормы ГТО – это как раз то, что ребят подготовят не только для службы в армии, ну и для того, чтобы он все-таки стал гражданином, патриотом, чтобы сам себя оценивал бы в тех или иных ситуациях, чтобы пройти. Это же тоже и труд, и оборона. Да, к труду и обороне. Если не пошел в армию оборонять там, государство, защищать государство, то иди на завод работай. Но ты уже состоявшийся, ты уже, если ты получил значок, то уже ты уже что-то имеешь в этой жизни. Где-то себя проявил, показал. И, конечно, здесь надо стимулировать. Я понимаю, что там чиновники получат какие-то надбавки небольшие, я так думаю, что небольшие это будет, но дело не в надбавках, в денежном выражении. Ингушетия, стат, Мариамбекова. Юнусбек Бамадгиевич, у меня такой вопрос, предложение. Почему бы все земли сельскохозяйственного назначения не выставить на аукцион, провести инвентаризацию и выставить их на аукцион? Статистика показывает, что 80% всех земель сельскохозяйственного назначения в руках ГУПов, но объем, в общем объеме продукции они занимают только последние 6%. А хозяйство населения 80%, а земли у них совсем немного. И тот, кто бы получил бы эти земли на аукционах, по-моему, подошел бы к ним более, ну не знаю, строительные объекты выставляют на торги, а почему бы земли? Спасибо, вот думаем над этим, почему? Потому что ГУПы, кроме как долгов,
И укрупнение ГУПов у нас состоялось, и так состоялось, и попытки увести куда-то в сторону, кроме долгов, нам ничего, кроме проблем ничего не создают, реально. У нас есть ряд ГУПов, там, например, взять Нестеровский, еще один ГУП, там, которые могут что-то еще показать себя, и то не в полном объеме. У нас есть такая мысль. Просто, знаете, я боюсь, как бы мы здесь не... Да вот в том-то и вопрос, что дилетант как раз и пойдет. И получить этот дилетант там 1000 гектаров земли, потом будет его как феодал сдавать в аренду, на этом зарабатывать. Поэтому здесь очень важно. Вот если вы сейчас заметили, если я вот нахожу, вижу, вот я был сейчас в Нестеровке, обращается парень, отец наш, там, говорит, работал там 3 года назад умер, но нам землю не передают. Отец работал, у нас там больше 150 коров, там мы готовы, мы работаем. Я говорю, проверили, посмотрели, передать землю. А чиновники таким не передают. Почему? Потому что сами присмотрели этот кусочек. Возьмут, построят там какой-то курятник свой, и будет эта земля стоять. Вот здесь нам надо найти тех, кто будет, вот как Хашагуль Амирхан, который картошку выращивает, или как там Мальсягов, который теплицы там выращивает, делает, или там тот же Билан Хамчиев, который там яблонные сыры делает, или Евлоев, который там вторые яблонные сыры. Надо вот таких людей находить, искать и им отдавать бесплатно эту землю, чтобы они работали, они будут работать. Поэтому, конечно, мы сейчас смотрим, и на аукцион хотим выставить, и так хотим посмотреть. Но здесь надо очень аккуратно. Мы пока субсидируем, мы пока поддерживаем, мы пока занимаемся, но пока это наше. И у нас уже тоже вот такое свое там местечко, вот она государственная, ну, вроде бы как сохраняем монополию на эти вещи. Хотя я согласен с вами, по статистическим данным у нас процентов там 70-80 производителей сельхозпродукции это крестьянско-фермерское хозяйство или малые формы хозяйственные. Спасибо. Вопросы, коллеги? Бекмурзиев хотел спросить, Муса. Вон девушка девиз придумала. Ну-ка. Какой девиз? Она сейчас скажет там. И она так громко скажет, без микрофона. Хадижат сегодня разошлась на девизы. Да. Этот кризис нам не страшен, этот кризис ерунда. Мы прорвемся, победим, так заверил наш Мехда. Нет. Хорошо, будем надеяться, как заверил. Но не все ссылки на меня. Спасибо. Магомед Бекмурзиев, администрация города Назрани, замглавы по внутренней политике. Вы, когда сейчас начинали свою встречу, Юнусбек Маматкеевич, сказали, что не можете обратиться к присутствующим со словами «коллеги», так как никак себя не относите к журналистике. Но, на мой взгляд, вы один из основных ньюсмейкеров республики и самая публичная личность, и исходя из того, какие у вас комментарии, интервью, работа официального сайта, работа интернет-соцстраниц личных ваших, многие люди за пределами Ингушетии и за пределами страны получают огромный поток информации. Исходя из этого, по-моему, вы можете себя считать коллегой. Будем коллегами. У вас есть, безусловно, коллеги, более 80 глав субъектов Российской Федерации. Это руководители общественных организаций, члены этих организаций, таких как Боевое братство, Союз десантников, клуб ВДВ, клуб героев Отечества. Вот с кем из них у вас сложились дружеские отношения, помимо чисто профессиональных, и что, в вашем понимании, какими качествами должен обладать человек, чтобы вы могли его назвать другом? Спасибо. Ну, к счастью, со всеми этими клубами, и боевые братья, и воины-десантники, и афганцы, и другие организации, пограничные, там, и внутренние войска, там, у меня очень хорошие, дружеские и рабочие, и, очень такие хорошие отношения. И, наверное, было бы странно, если бы не так было. Почему? Потому что мы друг друга знаем там, с лейтенантских времен, многие. Ну и многие, кто возглавляет, например, тут же там, Союз десантников России, там, и другие. Это в том, что бывшие мои командиры, которых я многому учился. Поэтому, конечно, у нас очень хорошие отношения, хорошие взаимоотношения. Мы
здесь работаем, здесь нарабатываем. И чтобы назвать человека другом, в первую очередь это порядочность. Если любой человек порядочный, он может быть в оппозиции, он может быть даже врагом, он порядочный. Если человек порядочный, то многие вещи нивелируются, многое убирается. Почему? Потому что ты знаешь, что он всегда скажет правду, что он врать не будет, что он не будет подставлять, и к нему можно повернуться спиной. И если это, как я говорил сейчас, не враг, то есть я всегда говорил, чтобы и нам наши учителя говорили достойных, порядочных врагов, что очень важно. На войне это очень важно. Подлый враг это довольно серьезно, опасно. Подлым врагом и сам становишься подлецом тоже. Потому что с ним только его приемом можно там воевать и побеждать. Но при этом, если смотреть на взаимоотношения, и если у меня с человеком взаимоотношения порядочные, на взаимном доверии, и я знаю, что за счет этого я могу доверить этому человеку свою семью, значит, я его могу смело назвать своим другом, даже братом. Если же этого нет, конечно, он просто товарищ, знакомый и все остальное. Ну и друзей много не бывает, это тоже надо понимать. Это не говорит о том, что другие, там, многие товарищи непорядочны, нет. Просто сама порядочность должна трансформироваться в уже такое очень близкие, хорошие взаимоотношения. У меня людей, которых я могу назвать сегодня другом, сейчас на моей памяти, сейчас что-то у меня 2 человека, больше нет. Это мои там друзья, которым я могу доверить свою жизнь и с которыми я прошел огонь и воду, медленные трубы. Спасибо. Матиев Ильяс, радио Ингуш. Если вы не возражаете, я озвучу свой вопрос на ингушском языке, народном. Ханца Вейн Хаджич Илья Чутеха, Галгаметл Ардуаж Молдова, Кинишкиш, научно-исследовательский институт, Министерство образования, Даху Йозен Хожи Бежбол Болх, Тейп-тейпар Йозу Долшон. Масала, в школе я сделал учебник шейца методики, шейца, бо он жил жазду, это Эмтохм институт болхо шейтейпар язду, Йозен Хожи язык катейпар болхбу. Халх ца комиссия при правительстве республики цугулкат хожин беж цантейпар мар Йозу худдач. Таханц хук хаттач, азгулук нислу дож, цантейпар нах яздет дуач. Halga metal arduaj dol kinishki as canteypar yazdich uhuqteypar yazdich şu taqteypar qetim boş şol iznaq qetit tishmeti is canteypar arda doj masdergi yazın hoş bu bolxu şkolishkir bolxu qadaxu фудиш багахдер из комиссии хайч багахер анхети. Согласен с вами, надо и комиссию возрождать. Я думаю, что она не пропала, эта комиссия есть. Надо просто, ну и надо понимать, что одинаково для школьной истории и для научной исследовательской таких вещей тоже не будет. Почему? Потому что они понятно, что слова-то одинаковые, как там арбуз называется, или яблоко называется, или что-то другое называется, но они все равно будут привязаны, там, школьная литература одна, там, а уровень выше же совершенно другой, но все равно смысл-то один, язык-то один. Согласен с вами, поработаем. Давайте так. Вот раз, руки вот не опускайте. Не, Тимур, опусти, тебе слово не дам. 3, 4, 5, 6, нет. Кто вопрос не задавал? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Блиц-опрос. Так, по порядку пошли. От девушки и влево направо. Микрофон. А вы так, без микрофона задавайте, я услышу. Баракиева Фариза, радио ИТТ, редактор. Несколько месяцев назад вы уже почти должны были появиться у нас в студии. Помощник уже был в коридоре у нас, но так и не дошли. Есть ли вероятность, что вы дойдете? И второй вопрос у меня, более философский такой. Верите ли вы в неотвратимость наказания человека
за его поступки и деяния. Спасибо. Верю. И без этого нельзя. Каждый, во-первых, если не в этом промежуточном мире, то в вечном мире это точно за проступки. И не только самого человека, который там, а и, если верить там нашим священнослужителям, до 7-го колена совершил поступок. Но лучше, конечно, вот эту веру трансформировать в реальную жизнь. Каждый, кто совершает плохие поступки, противозаконные действия, он должен быть наказан. И тогда в этом случае будет хотя бы такой порядок не за страх, хотя бы на начальном этапе за страх, а не за совесть, но потом это все трансформируется за совесть. Тогда люди будут понимать, что вот надо жить по этим правилам. Если поставлен красный светофор, будь добр, светофор, и он загорелся красный свет, будь добр, остановись. А не строй из себя великого деятеля. Почему? Потому что один раз проскочишь, второй, а третий раз задавишь кого-то. Спасибо. Следующий вопрос. Так, вот так по порядку идем. Справа. По приглашению. Вы же уже пригласили, появились. Обязательно. Почти уже появился, видите, уже сказали. Аппарат уполномоченный по правам ребенка при главе Республики Ингушетия Зарема Чехкиева. Юнусбек Маматкеевич, у нас вот такой вопрос. На сегодняшний день мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда вопрос о детях зависит не только от федерального закона, но и нашими традициями, и нашим законом, менталитетом. Также мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда родственники, родители, старейшины стейпов оставляют детей без попечительства и не несут за ними никакую-либо ответственность. На ваш взгляд, какую работу должны проводить муфтият, в том числе и совет тейпов, чтобы сохранить вековые устои нашей семьи? Спасибо. Ну, опять же, я часто сталкиваюсь с этими вопросами, когда подходит женщина, там, вот у меня ребенок на руках, вот еще 3, муж от меня ушел, дайте мне жилье, дайте мне еще чего-то. Я ей сказать не могу, потому что ей и так тяжело. А мне хочется сказать ей, слушай, у этих детей твоих есть тейп? Есть. Отнеси их туда, во двор всех, загрузи тейпу, иди, найди себе другого мужа, выйди замуж. Я же не могу так сказать, она мать. И по традициям, и по обычаям в том числе, и по религии, неправильно. Конечно, было бы лучше, если бы здесь тейпы не отходили от этого процесса, и следили бы за воспитанием, и на какой-то период, на какой-то там промежуток времени оставляли бы детей при матери. Почему? Потому что мать все-таки она мать. Это важная составляющая. Но, опять же, мы сталкивались много раз, когда матери не совсем можно доверять детей. Здесь тоже, вот, по правам ребенка, не первый раз мы уже сталкивались. Помните, когда мы забирали и через суды, и через это все. Поэтому здесь надо смотреть, как лучше. И совет тейпов активно в этом процессе участвует. Не надо что-то выдумывать, надо просто строго придерживаться традиций, обычаев. Но я еще раз подчеркиваю, если мать порядочная женщина, и в семье у этой матери, там, родители, все, ну, то есть все порядочно, бабушка, дедушка, да, этого по линии матери, этого ребенка, ну, почему нет? Пускай живет. И здесь должны родственники и мужа, и этой женщины найти общий язык. Почему? Потому что более дорогое, чем их взаимоотношения, это ребенок. И пусть он будет для обеих родственников, там, и для по линии отца, по линии матери, любимым ребенком, который вырастет и будет понимать, где он у родственника, что они и здесь, и там. А не так, чтобы их стравливать между собой, чтобы потом вырастить этот ребенок, и дальше это все развивалось бы. Это одно. Второе, я все-таки хочу призывать людей к тому, что там, где, да, по разным причинам мать забрала, это тоже мода такая есть. И сегодня некоторые матери там, к ребенку относятся как к маленькой собачке или кошке. Вот главное, что вот ребеночек у меня есть при руках. Но надо понимать, что приходит время. Надо эту девочку или мальчика там, или женить, или замуж выдать. И в этом случае, когда по нашим обычаям, да, спрашивают не кто мать, а спрашивают кто отец. Тейп, кто у него. И если у матери мозгов не хватает до этого додуматься, то, по крайней мере, у мужчин этого тейпа, этого дома, братьев, у отца, у других должно хватить мозгов для того, чтобы додуматься, просто понимать. Да, я не говорю там
первый год, второй год, третий год. Но когда ребенок начинает уже выходить на уровень зрелости, мы должны найти контакт с родителями, с отцом, или там с родителями отца, с тейпом. Ну уж точно, у нас очень много таких моментов, когда не спрашивая тейпа, не спрашивая отца или там родителей отца этого ребенка, выдают замуж или женят. И здесь двойная вина. Вот здесь надо возрождать вот эти традиции наши, обычаи. И вина не столько, я бы не столько вот этих обвинял, которые выдали замуж. Не посоветовавшись, не спросив разрешения у родителей этого парня или девушки, у тейпа. А те, кто женился, они больше совершают ошибку. Потому что если они понравилась девушка или парень понравился, хотят там засватывать, они должны спросить опять же, кто у него отец, кто у него тейп, откуда он. В этом ничего плохого нет, если даже если этот ребенок воспитывался без участия вообще, родителей своего отца вообще в глаза, может, и не видел. Если приехали, спросили, выполнили долг, что вот мы хотим жениться на этой девушке и засватать, дайте нам добро. Это, по крайней мере, уже порядочно. И в дальнейшем это может там наладить такие, уже даже после замужества, наладить такие тесные родственные отношения между этим ребенком и родителями отца. То есть здесь тоже там, ну это довольно скользкая такая сложная тема, но, конечно, все-таки возродить наши обычаи и традиции, и все-таки на этом постараться не играть на чувствах детей. Спасибо. Передай только коротко. Роман Ивлоев, ГТРК Ингушетия. Не так давно начала работу дочка Аэрофлота Победа-Авиа. Она успешно уже осуществляет авиаперевозки пассажиров из Беслана и Минеральных вод по очень приемлемой цене от 1000 рублей. И в такой ситуации, как будет работать наш аэропорт МАГАЗ, будет ли в нашем регионе, появится ли в нашем регионе бюджетная компания, которая будет перевозить людей? И если да, то как скоро? Спасибо. Наш регион, наш рейс ЮТР тоже довольно там, в шагящем режиме шел навстречу, идет навстречу. У нас идут уже переговоры с Победой Авиа, мы над этим работаем, занимаются это уже в Москве наши представители. Будем работать, чтобы второй рейс запустить. Но пока у нас есть контракт, договоренности, и мы с учетом того, что все требования выполняют, довольны действием компании ЮТР. Конечно, мы сейчас будем пытаться, чтобы снизить цену с учетом тех компаний, которые уже справа-слева уже по низким ценам уже осуществляют полет. Спасибо. Хотелось бы узнать, изменилось ли ваше отношение к работе после совершения хаджа? Спасибо. Да. Начал еще больше работать. Конечно, изменилось. Взятки не беру. Начал себя более порядочно вести. А если серьезно, нет такого, конечно, что я вот сейчас по-другому. Я как работал, так и работаю. Просто много вещей, которые там, по-другому осознаешь, оцениваешь. Ну и много вещей, которые там на первом хадже я до сих пор и не допонял. Да? Надо еще раз совершить хадж, чтобы до конца понять вот эти этапы, которые там проходишь. Почему? Потому что много таких направлений, где до конца, не то, что до конца ты понял все, но все равно хочется еще раз прощупать, почувствовать, понять. Как бы таким вот образом. Спасибо. Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия. Тамила Галаева. Как и в любой другой отрасли, специалистам ветеринарии и фитосанитарии требуется периодическое повышение квалификации. И нашим сотрудникам приходится выезжать в другие регионы, что не всегда представляется возможным и удобным. И скажите, пожалуйста, может ли республика обеспечить организацию и проведение подобных мероприятий путем приглашения сотрудников с других регионов, более развитых, для повышения квалификации и обмена опытом? Может. Я дам поручение вашему руководителю, он все организует.
Марьяна Дзейтова, Национальное телевидение. Я прежде всего, конечно, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, а все остальное будет. Юнусбек Баматкереевич, вот у нас в последнее время есть такая традиция, ну, скажем, счастливая традиция для детей. Мы их отправляем на кремлевскую елку в Москву. А вот, знаете, это, наверное, не столько у меня вопрос, сколько предложение. Вот можно ли наших детишек, скажем, ежегодно отправлять в Великий Устюг к Деду Морозу? Или, скажем, в ноябре на день рождения Деда Мороза, или же на Новый год? Ну, чтобы они увидели живую сказку. Спасибо. Ну, можно попытаться. Каждый год не скажу, но не можно, а нужно. Я думаю, что в следующем году сделаем, если к тому времени напомните. Но одним из таких ярко выраженных проектов, которые мы хотим реализовать, это резиденцию, открыть резиденцию Деда Мороза Великого Устюга у нас здесь, в Джайрасском районе. Мы эту резиденцию откроем, и я думаю, что нам еще Дед Мороз надоест, когда резиденция будет здесь, в хорошем смысле слова. Но это проект такой, хороший мы делаем. А так, конечно, можно там не каждый год, но и каждый год можно, почему нет? Хорошо, спасибо. Так. Амир Кукурхоев, блогер, журналист. Юнусбек Баматкереевич, у меня такой вопрос. Вы затронули тему ДТП у нас в республике. Ну, каждый день практически происходит ДТП. Какие меры предпринимаются для того, чтобы сократить их? И мы видим, что те меры, которые принимаются, они недостаточны. Ну, сложно ответить так вот на этот вопрос, какие меры. Конечно, много профилактических мероприятий, много рейдовых мероприятий, много всего происходит. Но опять же, когда мы анализируем ДТП, в том числе со смертельным исходом, ну, казалось бы, там, у нас есть там анализ, где больше всего ДТП происходит. Там уже сколько в этом году только положено, там, вы видели, да, там, с промежуточных дорог, других дорог, там, лежащих полицейских, там. То есть, вроде бы, как бы вот реагируешь на, вот ДТП совершишь, все, реагируешь. Но все равно находит другое место. И такое ощущение, что назло. Вот он едет, там, упершись в этот руль, и не видя никого ни вправо, ни влево, вот я вам сейчас еще раз устрою ДТП. Совершает ДТП и погибает. Я понимаю, конечно, что и органам ГИБДД надо более жестко работать. И начинать надо с ремня безопасности. Например, на совете тейпов у меня было даже серьезное предложение наших представителей тейпов, что от Кантышева до поста Кантышевского недалеко. Но там полицейские пристают за непристегнутый ремень. Ну, это небольшое расстояние, пускай, ну, что приставать-то? Хотя все должно начаться с того, что я сел в машину, прежде чем все, кто православно перекрестился, кто мусульман бисмиллахир-рахманир-рахим сказал, то есть кто когда что-то сделал. Но, и это не спасает его от всего негатива, который может произойти. Почему? Потому что после этого он должен застегнуть ремень безопасности. После этого он должен ехать там грамотно, соблюдая скоростной режим. А у нас как думаете, если утром помолился, дуа прочитал, столько-то вещей, которые там священнослужитель там проговорил, салаватов прочитал, и все. Тебя Аллах от всего освободил. Можешь 200 топить, и все нормально. Летишь, ударишься, все, с тобой ничего не будет. Нет. Неправильно. Если у тебя мозгов хватило на то, чтобы все это сделать, уж точно мозгов у тебя должно хватить строго по сунне уже, если смотреть, по религии, там, смотреть, ехать по правилам, останавливаться на красный свет, пропускать не только человека, но и животных, и получать благо. Тогда Аллах тебя будет беречь. А если ты все столбы, которые тебе Всевышний дал на пути, сказал, береги себя, вот столб, светофор, вот скоростной режим, светофор. Поэтому в этом и есть вся причина. И очень плохо. Здесь бы я больше знаю, сейчас мы проводим такую профилактику, рейдовые мероприятия, профилактику. И вы видели, что мы показываем по телевизору, уже говорим фамилии тех, кто пьяные за рулем сидят, там, потому что такие тоже. Хотя это небольшое количество там, с смертельным исходом пьяные, остальное, ну, все большинство там трезвые. Или же врачи за деньги через родственников, или кто там должен зафиксировать пьяный, может они и скрывать. Ну, не ловил там за руки, поэтому утверждать не могу.
Но, тем не менее, смертей без алкогольного употребления намного больше. Поэтому работу проводим. Я прошу и блогеров, и журналистов всех вместе, давайте подключаться в это дело. Друзья, ну, в первую очередь, конечно, с наступающим Новым годом. Всех благ, здоровья, счастья, чтобы Дед Мороз в лице ваших начальников вам премии какие-то дал на Новый год, чтобы все у вас было прекрасно. Насколько я слышал, что занятия проводились с руководителем пресс-служб, да? Проводили занятия? Да, совершенно верно. Друзья мои, вот имидж республики, это не идет от выступления главы республики или председателя правительства. И мы когда видим сегодня огромный потенциал делающейся работы в республике, но при этом нету работы пресс-служб самих, ярко выраженных, это неправильно. Поэтому вам надо переориентироваться, те, кто возглавляет пресс-службы. У нас есть ключевые направления, где народ постоянно недоволен. Не от того, что там плохо, а от того, что просто народ постоянно с этим вопросами сталкивается. Сегодня живой пример, когда мы жили в одном доме, во втором доме, в третьем доме, люди рады, довольны, все нормально, все уже. А четвертое, когда дома сдаем, подъехали, и я как бы там, проходя, поздоровался, людей прохожу, к микрофону иду, говорю, ну как, все довольны? Стоят женщины, говорят, мы недовольны. Сейчас, ну поговорим сейчас. И это тоже проблема людей. И когда начинаю разбираться, в чем недовольство, женщина, которая имеет квадратуру 44 метра, а ей квадрат за квадрат положен, а ей дают 54 метра, она недовольна тем, что в ходе жеребьевки ей выпала квартира 68 метров, и ей ее не дали, эту квартиру. Но она получила все равно на 10 метров больше, она недовольна. Это одно ее недовольство. Она имеет право быть недовольной. То есть, как бы не говорили, да? И второе недовольство. Дайте мне пока пожить в старой квартире. Почему? Потому что я эту квартиру хочу продать, где-то что-то купить. А в эту квартиру новую я не могу завести в те вещи, не помню, новую квартиру, которые лежат в старой квартире. И опять же, этой женщине объяснять очень сложно. Почему? Потому что ее интерес только в этом. В этом есть работа власти, когда мы должны с пониманием относиться ко всем. Поэтому прошу вас, коллеги, всех, раз уж меня назвали коллегой, отнестись ко всем с пониманием. Ну и, конечно, поздравляю с Новым годом, не могу сказать про религиозную тему. Священный месяц. Самые рекомендуется делать добрые поступки, хорошие поступки. Начиная с момента, что когда вы все станете поздравить друг друга, заканчивая, садясь в машину, вы будете застегивать ремень безопасности и ездить по правилам. Будете общаться с людьми, будете с уважением относиться друг к другу, и увидев того, кому нужна помощь, будете в этом месте оказывать помощь. Помощь вообще надо всегда оказывать, если есть возможность, но в этом месте это более ценно. На это тоже обращаю внимание. Всех нас поздравляю, дорогие друзья. Желаю успехов, желаю, чтобы независимо, какие бы там ни складывались ситуации по санкциям, кто бы нас не носил в черный список Америки и всех остальных, мы прорвемся. Мы выполним все задачи, мы добьемся того, чтобы к концу 2015 года у нас позитивных вещей было намного больше, чем в этом году. Не для того, чтобы доказать Америке или Европе, нечего им доказывать, это они нам должны доказывать, а для того, чтобы показать, что в самые трудные времена, чем и славился великий русский народ, и те народы, которые объединяются вокруг этого великого русского народа, то есть мы, малые народы, мы были сильны тем, что мы самые тяжелые расплачивались и делали то, что для Европы и Америки являлось смертью. И вот не в плане там, в прямом смысле, а в плане того, что для них невыполнимо, мы эти задачи всегда выполняли. И таким же образом мы поднимали страну после гражданской войны, таким же образом мы поднимали страну после Великой Отечественной войны, всю страну, которая была в разрухе. Таким же образом мы, страна, современная Россия, которая должна была по всем прогнозам
вот стереться с лица земли, или ну, как страна сама поднялась и сегодня стала мощной. Держава вернула себе статус мирового лидера. А что нам вот эти санкции? Да, сложно переживем. С голода никто не умрет. Спасибо, успехов нам всем.